Стол буду вести я, Новаковский Александр Витальевич, представитель Общероссийского народного фронта. Соведущими у меня будут представитель Общественной палаты известных Николов Василия Агамена Сафроновна и представитель Общественного совета Минэкологии Чиросов Михаил Михайлович, тоже известный Николов. Вопросы у нас сегодня будут рассматриваться 3 вопроса. Во-первых, мы хотим понять, какова ситуация на реке Вилюй и его притоках. Сульдюкара обязательно мы заслушаем. Наш представитель тоже Сульдюкара тут находится. Второй вопрос — это на какой стадии у нас по экологическому ущербу. Хотелось бы рассмотреть не только вопрос воды, но и насколько пострадал скот, там, рыбохозяйство там, и так далее. Вот. И третий вопрос, который хотели бы рассмотреть, это, конечно же, то, что какие меры приняты и будут ли приняты для того, чтобы таких аварий больше не случалось. По первому вопросу о нынешней экологической обстановке я хочу дать слово представителю Роспотребнадзора Борисова Наталья Борисовна. Пожалуйста. В общем, управление Роспотребнадзора с самого начала момента чрезвычайной ситуации начало мониторить реку Вилюй в 5 районах, 5 районов и вот во всех населенных пунктах, да? По 17 сентября исследовано было в общем 111 проб конкретно из реки Вилюй на санитарно-химические показатели. Из них 48% не соответствовало требованиям санитарных норм. Эти пробы они установлены во всех районах: Султарский, Нурбинский, Верхневилюйский, Вилюйский район и Сульдюкар в Ерминском районе. А по Жиганскому? По Жиганскому? По Жиганскому мы пробы не разбираем. У нас лаборатория там. По Жиганскому району. Может, у вас есть информация, потом скажете, да? Так, по этим районам были превышения ПДК установлено в 26 пробах Султарского района в период с 27 августа по 10 сентября. 30 августа было установлено максимальное превышение по взвешенным веществам 60 раз. Так, в 5 пробах Нюрбинского района в период с 29 августа по 3 сентября максимальное превышение было 1 сентября зарегистрировано по взвешенным веществам 40 раз. В Верхневилюйском районе 12 проб не соответствовало с 1 сентября по 14 сентября. Да, и максимальное превышение фонового значения 5 сентября было зарегистрировано 10 раз. Вилюйский район с 3 по 19 сентября 10 проб не соответствовало, максимально установлено 3 сентября в 13 раз. Также, кроме тех исследований, которые проводились в лабораториях Вилюйских районов, были направлены пробы на полный химический анализ в город Иркутск. Здесь в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Исследовались они по 42 показателям. И на сегодняшний день по химическим элементам, это по группе тяжелых металлов, в том числе предельно допустимых концентраций и в то время, и сейчас не было зарегистрировано. У нас зарегистрированы были превышения по взвешенным веществам. На сегодняшний день мы получили в начале этой недели результаты анализов последние. Султарский, Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский районы. Были отобраны пробы от 16 от 17 сентября, и концентрация взвешенных веществ снизилась до фоновых значений. То есть после получения сразу последних анализов мы уже сообщили, что вода в реке Вилюй в этих районах пригодна для использования в хозяйственных целях. То есть вы хотите сказать, что воду пить можно, да? Из реки Вилюй. У меня, я
вчера звонил буквально в Мирну своему другу, однополчанину, человеку, который заболел онкологией сейчас, очень плохая стадия, скажем так. Он мне говорит, что воду никто не пьет, потому что пленка какая-то масляная там идет, и когда дно трогаешь, там вот это естественно поднимается, не как раньше пришел Мы донное отражение не исследовали, мы исследовали только питьевую воду по Санпину поверхностных источников. Из поверхностных источников. И вот последние анализы, которые были от 16-17 сентября, они показали соответствие требованиям по Санпину по тем показателям, по которым мы исследовали. Да. Есть вопросы? Да. Пожалуйста, Иван Андреевич. Мы в прошлый раз тоже на общественно-экологическом совете общались с вашим коллегой. Мы у него спрашивали, ничего вразумительного он вам сказать не смог. Это было, по-моему, 27 числа. Вообще авария произошла где-то 18, да? Информация поступила... 17-го, нет? Там говорят 17, 18, это сейчас не суть, да? Информация официальная в диспетчерскую службу, да, поступила 20 числа. 19-го это вечером, 21 часов, да? Вот. И, насколько я знаю, вы подключились довольно-таки поздно, да? Ну не вы лично, а ваше учреждение, да? 21-го. Ну, 21-й анализы все-таки вот Сунтар 27-го, 10 сентября же, да, назвали? Нет, мы с 21-го уже начали мониторить, да? Просто загрязнение мы поймали уже вот в период позже. Оно же сразу не загрязняется, оно же по течению. То есть вы вот представим ситуацию, да, населенный пункт, вы стоите на страже здоровья людей. Вы должны потенциально, значит, упреждать какие-то вещи, да? И вы тут сидите и, грубо говоря, да, ждете, пока это пятно придет в населенный пункт, и только в этот момент вы его измеряете, да? Нет, не только в этот момент. Вот я просто, это первое, да? После аварии, вот сразу случившейся аварии, с 21 числа к нам эта информация поступила 20 августа, и с 21 числа уже начали мониторить. Мониторили, и на каком-то этапе, когда уже это загрязнение пришло, оно уже было... Вы мониторили в районе населенных пунктов, да? Мы ежедневно мониторили. На самом деле мы ежедневно мониторить не должны. Хорошо. Нет, вы молодцы, что это сделали. Даже, ну, я не про это говорю, да? В каком месте вы мониторили? Населенные пункты. Вы ждали, пока это пятно придет, как бы на подступах к населенному пункту, да? Нет, мы не ждали. Мы каждый день брали анализ. Я понимаю. 21 числа. 21 Вы непрерывно с 21 числа по 27 измеряли, там все было чисто, в районе каком? Где именно? Во всех районах. Ой, да. Ну ладно. Возле населенного пункта я имел в виду. Да, населенные пункты, Вопрос Сюртюгар, в том, что, Вилючан, Эльгай, Тюбяй-Жархан, Наталья Султан, Васильевна, Юрбан. пятно, оно шло. И, грубо говоря, через неделю, с 21-го, да, вот когда начали анализы, оно пришло в населенный пункт. На подступах, грубо говоря, за несколько дней до этого можно было упредить и впереди сделать. Это первое, да? Я просто говорю про то, что вы могли бы так потенциально рассуждать. Во-вторых, когда вам здесь задали вопрос, что вот, ну, это люди врать не будут, да? Настолько все серьезно, и я эту тоже информацию слышал, да, что там действительно и пленка, и вот этот, вы говорите, ой, а мы донное не занимаемся, мы занимаемся только на поверхности берем, да? Вот я здесь тоже считаю, вот первое, это то, что нужно было бы анализы брать еще заранее, когда пятно еще не пришло, да? То есть, возможно, там уже где-то 100-кратные какие-то показатели уже были. Вы этого не сделали, просто вот 20 минут Почему вы не зафиксировали. сделали эти анализы? Мы ежегодные, у нас фоновые значения есть. Ежегодные по населенным пунктам. Эти анализы Да, есть. хорошо, я вопрос по-другому вам объясню. Вот, населенный пункт здесь, пятно, оно еще не пришло. Здесь оно будет через неделю. Вы все это время здесь мониторили. Я вас услышал, мы все поняли. Вы здесь анализы проводили. Но вот это пятно, оно же там уже шло, потенциально, оно все равно сюда прибудет. Вы об этом знали. Заранее где-то в другом месте у вас не было возможности, да, измерить. Это первое. Второе. Донное отложение. Вы говорите, что вы этим не занимаетесь. Нет, но ну, если отложения у меня если не это спрашивали. представляет какую-то опасность,
вы должны и эти вещи тоже, мне кажется. Мы работаем по полномочиям, своим полномочиям. Да? Есть у нас Санпин питьевая вода, нет Санпина донных отложений. Есть Санпин питьевая вода, есть определенные методики отбора проб, есть определенные зоны, где мы обязаны брать, мы должны брать в рамках социально-гигиенического мониторинга, в рамках лабораторного мониторинга, в рамках проверки. Есть определенные точки отбора проб, где мы должны брать эти анализы. Я правильно вас понял, что вот я услышал информацию с мест, мы услышали о том, что неделю пятно шло, у вас несовершенный закон, по которому вы работаете, не позволяет вам вот эти делать потенциальные угрозы вам. Вы просто должны действовать строго по инструкции и на момент вот. Что мы сделали мы должны обеспечить качество питьевого водоснабжения района. Да? Мы определили совместно, главы муниципальных образований по нашему предложению определили альтернативные источники водоснабжения. То есть мы знали, что это загрязнение придет в этот источник, и, соответственно, определили уже другие озера, речки. Все эти альтернативные источники у нас есть. Они были утверждены распоряжениями глав муниципальных образований. Это полномочия глав муниципальных образований. Наша задача – обеспечить лабораторный мониторинг в этих альтернативных источниках водоснабжения. То есть мы делали анализы не только на реке Вилюй, мы параллельно начали делать в альтернативных источниках водоснабжения. И сказали, этот альтернативный водоисточник, например, не подходит, давайте вот другой альтернативный источник. Все, там вода соответствует требованиям Санпина при каких-то отбор проб, водовозки. Мы все это делали. Мы делали в альтернативном источнике, мы делали на автоводовозном транспорте, мы делали на водоочистных станциях и на социальных объектах. Детские сады, школы, больницы. Нет, все-таки, все правильно, мы услышали, что по поводу упреждения у вас нет никаких полномочий, вы не можете упреждать заранее. Да? И еще один вопрос. Вот два вопроса. Первое, когда вы официально направили письмо о том, что вот в связи с превышением взвешенных веществ воду пить нельзя. Каким числом это пошло? Первое. Второе. Как вы оповещали население? Для нас вот до сих пор доходит информация, что население не знает, можно ли пить из озер или нельзя. На уровне глав он и говорит, вроде нам сказали да. Но вы с населением работали или не работали? Первое, с администрацией, когда вы послали письмо, какого числа, каким номером желательно. И второе, это как вы заботались с населением. Пока я чтобы не злоупотреблять своим правом, да? Задавать вопрос. На этот я вопрос отвечу. У нас были опубликованы 11 пресс-релизов о контроле за качеством воды в бассейне реки Вилюй на официальном сайте управления Роспотребнадзора. Были выданы предписания главам муниципальных образований и акционерной компании «Алроса» об обеспечении населения питьевой водой гарантированного качества и проведения обеззараживания воды. Кроме того, мы принимали ряд участий в средствах массовой информации, не считая интервью, комментарии и так далее. Участвовали в совещаниях всех органов, в том числе экологии, правительства и так далее, на видеоконференц-связях. Все это было сделано. У меня тоже два вопроса. Первое, вы в нормативах, которые вы берете в воду, и сказано ли с поверхности брать или с глубины? Второе, что вами сделано по ситуации с Сундюка, представителями до последнего времени, там у них проблемы у нас с питьевой водой. По Сундюкару мы направили предложение на имя главы муниципального образования и акционерной компании «Алроса» о том, чтобы население Сундюка было обеспечено гарантированной питьевой водой гарантированного качества. Факт очень долго не могли обеспечить. Пришлось нам вмешиваться там в политику председателя. И второе, по глубине отбора проб. Это может ответить аккредитованная организация, которой здесь нету сейчас, в Центре гигиены и эпидемиологии. Там определенная методика, я не обладаю такими познаниями.
Так, вопросы есть еще? Я вопрос сказать. Вице-президент Академии наук Да. Андрей Матвей Никитич. Пробу кто берет туда? дает? Пробу берет Центр ведения. Они берут, а вы контролируете, да? Они нам предоставляют протоколы лабораторных исследований, заключения. Так, Мы теперь уже оцениваем. Хорошо, получается, ладно, вы- соответствует, не соответствует, и принимаем какие-то решения, управленческие решения. управленческое решение. Теперь вы, вот оценка, какой объем зараженной воды, да, вот по данным, ваши данные есть, там несколько, сколько-то процент там превышает ПДК, какой объем вообще воды было, вот такой поток пошел, о каком объеме воды сегодня это речь идет? Мы объем воды не считаем. Как мы можем считать? Миллион кубов, 2 На миллиона. основании Нет. результатов анализа, Нет. во времени. Вы Такой не методики у нас нет. Полномочия природной зоны. Это не наше. Только считаем лучше. Надо вот по Там вообще полномочиям. был, кто-то будет, да, говорить? Можно Это вопрос? даже другой вопрос. Да. Пожалуйста, Поскольку компания представьтесь, пожалуйста, сразу. Дмитрия Валентиновна Кидина, Центр попечения. По скольки компонентам вы определяете сам фильм «Питьевая вода»? Ну, для сравнения, скажем, Великобритания делают по 232 компонентам. А вы по скольки? Мы в данном случае по 42 показателям. Например, талий входит туда количество этих компонентов, которые вы определяете. Сейчас Это просто для примера. Не потому что как бы там точно есть. Ну, вроде бы точно есть. Я знаю, смотреть надзором вообще. В Санпине есть у Да, вас? Например, этот компонент. Калий, да? Да. Марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, мышьяк, селен, стронций, молибден, кадмий, сульмак, свинец, магний, фенол, гексафлор, бензол, гектафлор, кальций, бериллий, бор, литий, бенспирен, кремний, силикаты, фторид, ионы, паф, перманганатная окисляемость. Нет, Нет. калий. Ну, насколько я знаю, общественники Натальи отправили пробу, да, и Натальи тоже как бы запрос сделали. А если, например, Натальи тоже превышение будет, какие ваши действия? Они не узнают. Нет уже. Слепые. Нет, если будут пробы независимой лаборатории, Я всем предоставлены, да. информацию давал. Так, а еще вопрос такой. Вот эти пробы, которые отобраны, да, дубликаты, сейчас есть протоколы породения этих дубликатов, да, которые даны нам? Дубликаты, пробы. Вот, отобраны. Это есть первоисточник. Этот вопрос я уточню в центре генетики. Протоколы? Да, нет. Протоколы, Протокол-то есть, а Нет, пробы воды. протоколы, Сами нет, пробы. первичный Сама материал вода. пробы. А сама вода? Почему Андрей Анатольевич такие вопросы задает? Потому что он член комиссии, как раз по правительственной комиссии, и они тоже будут проводить то, что Татьяна Сергеевич комплексное исследование Минского региона дал задание, он под его руководством практически будет проводиться. Еще вопросы? Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Султан Муран, народный депутат Казахстана. Слушайте, меня все время беспокоит такой вопрос. Я была с рабочей комиссией, и вы, Семен Владимирович, помните, наверное, Лена Семеновна Волкова все время говорила, что там, когда дали донные пробы, там консистенция такая была, как пудра, да? И она, когда ногами вот Мелкодисперсная, да, короче? да, она прямо всплывала. И вот меня интересует, вот это насколько вредно, и это прошло, не прошло, что это вообще. Потому что Лена Семеновна, она сама очень удивлялась, не понимала, почему вот она вот так выглядит, различные вещества, которые вот оседают. Долго не себя. Да, пожалуйста. Осадок, ну, оседают, но когда, да, они прямо клубятся, не всплывают и Понятно. вообще не очень долго. Не растворяются. Наталья Борисовна, пожалуйста, ответьте на вопрос. Что я могу ответить? Это изучение. Мы же вам сказали, что мы взвешенные вещества ловили там
такие-то периоды, я вам сказала все это, сколько было несоответствий по взвешенным веществам. Вот они и были, эти взвешенные вещества. 48% проб, 53 пробы, они не соответствовали конкретно по взвешенным веществам. Вот это и было. Но именно это Ну, необычно. показатель, это вот называется взвешенные вещества. Ну, не вкусно. Да, ну да, я понимаю, что... Пожалуйста. Разрешите, Дмитрий Афанасьевич, председатель общественной организации «Алгус». Вот у меня чисто организационный вопрос. Присутствовали ли при отборе проб представители администрации, которые, ну, возможно, там, подписывали? Этого не точно? требуется. Этого не требуется, да? Как не было. Да. То есть Это не единолично. Это Специалисты отбирают. центра гигиены отбирают только, да? Нет. Не единолично, это их государственная обязанность. Это аккредитованная Секретарь, есть у вас что лаборатория. сказать? Спасибо. Понятно. Я тут раз приходила, спрашивала насчет, сколько там вот это реагенты работает, она мне, Наталья Борисовна объяснила, что оказывается 18-25 часов можно проработать без реагента. Новый реагент, который вам рассказывают по телевидению, и вот новая установка у нас еще не установлена. И опять же, реагенты там поставили на старые очистные сооружения. И воду сейчас в данное время берем с деревьями пьем. Можно вопрос? А когда вы узнали о том, что вот этот альтернативный источник, который благодаря дождям там наполнился, да? Когда вам сказали, что воду оттуда пить можно? Вот Роспотребнадзор вам... Когда вот это разрешение с воды, с питьевое разрешение пришло, тоже время сказали, что сколько даха можно. Это поздно же, да? Это 22 года, 22 же. Я по дате не могу сейчас сказать конкретно. 22 тоже Что самое, можно пить, да? что можно пить, да. Нет, конечно. Это можно было пить свиную, но... Ну, сколько еда, которое разрешение пришло, что можно пить. Потому что Поэтому туда выезжал мы наш бегали, специалист бегали, с Мирнинского теротдела, всегда выезжал и отбирал пробы воды. И из Копульдаха отбирал, и из реки вот, там, Малая Ахматулли отбирал всю воду. Так, вопрос еще есть Роспотребнадзора? У меня маленький вопрос. А вы же задали вопрос по водочистной станции, да? Вот, Да. вот я Вот по водочистной станции, то, что на сегодняшний день Алроса там должно монтировать водочистную станцию, установить, у нас нету этих документов. Мы вот должны запросить эти документы, но это не наши полномочия, это полномочия муниципалитета Мирнинского района. Вот им Алроса ставит водочистную станцию, паспорт, где технические характеристики, какая должна быть исходная вода. Может, вообще эта станция, она не способна очищать ту воду, которая сейчас подается исходной в реке Вилюй. Для этого нужна оценка вот этой водоочистной станции. Это уже работа вот жилищно-коммунальных структур, не знаю, инженеров, кто вот на это уполномочен, всю эту технологию очистки воды. Если, я правильно понял, если... Ваня, с разрешения справа руки поднимайте, потом представляете. Администрация, если плотно сработает и вот этот паспорт предоставит, у вас есть полномочия не допускать работу? Нет, нет. Пожалуйста. Алексей Христофорович Егоров, общественник Полтавского АУСа. У меня вопрос к Роспотребнадзору. Недавно... Нет, Роспотребнадзор. Роспотребнадзор? Да. Так, Роспотребнадзору. Если вопросов нет. Ну давайте тогда я. Вопрос. Честный совет. По поводу открытости. Вот вы говорите, что вы со СМИ работали, информацию давали, была вам. Вот один из примеров, как надо открыто работать, это, например, все анализы, которые делало Министерство экологии и природопользования, они на сайте находилось и сразу же выставлялось. Вы на своем сайте вот все протоколы, которые вы получали с показом аналитикой, вы могли выставлять? Вы их выставляли или планируете выставить? Мы их не выставляли, все протоколы конкретно, да, по этим, но мы их можем выставить. Нет, по
поводу работы с общественностью, потому что вот вы говорите информацию, вы работаете. Пресс-релизы были бесплатно. Пресс-релизы. Да, пресс-релизы были и на местах, в районах, СМИ, телевидение, бегущая строка, там, главам мы направляли нашу информацию, которая имеется в Вилюйском районе, по Вилюйскому району, Сунтарском, по Сунтарскому. Вся эта информация направлялась для населения, чтобы муниципалитеты оповещали. Через администрацию. Через Можно администрацию. дополнение к Да, вопросу? уважаемые, давайте не будем кричать, поднимайте руки, я вам обязательно дам Напрямую тоже Дополнение, приходили люди пожалуйста. всем. Мы Дополнение. вообще не открыты для всех. Всем Дополнение все к говорим. предыдущему вопросу. Может ли любой житель Вилюйской группы ВУЗов, написав официальное заявление, получить от вас протокол вот, анализов? А у нас были обращения граждан. Вы даете, Обращения граждан были, мы им конкретно по их вопросам и протокол, если требуют, направляли, и написали им все, какая работа была проведена, пригодна ли вода и так далее. Вся эта работа. Это все можно, да? Просто Это я всё имею можно. опыт обращения в наш Роспотребнадзор с просьбой выдачи анализов состояния загрязнения воздуха в городе Иркутске. И получила по этому поводу официальный отказ, что в лучшем случае вы можете заплатить и получить это анализ. Ну и значит, вы обратились не к нам, а в Центр гигиены. Роспотребнадзор и обратились. Так, еще раз повторяю, если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку, не перебивайте друг друга, мы обязательно дадим вам слово, пожалуйста. Я вот послушала Талию. Перечни Талии есть? да? Нет. Наших анализов, которые мы Тогда я сделали, вот нет. Семену Ильиничу вопрос, да? А Талии кто должен делать и в каких случаях делается анализ? Потому что для этого делается специальный анализ в Институте геологии, да? И я знаю, Султан, мы ему обязательно дадим слово, и вам дам слово, чтобы вы задали вопрос. Я все-таки с Роспотребнадзором хотел бы до конца резюмировать. Я так понимаю, вы анализы взяли в Вилюйской группе районов, и действительно там вода была непригодна. Но я так понимаю, что эта муть дошла до Жиганского района, а вот там анализы не берете, идет дальше, вы анализы не берете. Может быть, вы подвергаете опасности жизни людей, если у вас нет, но вы же можете туда отправить людей, посмотреть там, сделать анализ. Жиганские-то люди не знают, может быть, там загрязненная вода, действительно, находится, они ее пьют. Да, то есть, мне кажется, нужно вам все-таки не только Вилюйской зоны ограничиться, и то, что в Лену пошло, и ниже по течению Лены, как бы у нас рекомендация, что все-таки там анализ. Ну вот смотрите, по всем вот этим населенным пунктам, где водозаборные сооружения, они эксплуатируются теми или иными организациями, правильно, да? Или ГУП ЖКХ там их эксплуатирует, или муниципалитеты, и никто их не освобождал от ответственности, что у них должен быть производственный контроль. Они обязаны делать этот Мы очень производственный хорошо знаем, контроль. как чиновники умеют уходить от ответственности. В принципе, за воду отвечаете все равно вы, по большому счету. То, что районы отвечают, это я не отрицаю, главы районов, там, и ГУП ЖКХ, мы найдем там и 10 следующих. Но все-таки у меня пожелание, что все-таки вы там пробу все-таки взяли. В Жиганском районе. Вот то, что до Жиганского дошло, И дальше. была информация, что... Можно дополнить зашло уже, может. Да, вот эту информацию все-таки вы должны контролировать, не мы должны вам подсказывать, а вы должны... В Булунском районе лаборатории есть у нас, делаются там анализы, только сейчас я с собой не взяла. Ну, уточните, Да, пожалуйста. зашла, В следующий раз, когда у нас будет большое совещание, мы вопрос как бы вам зададим, Лана Валентиновна. А вот все-таки вернемся к Жиганскому УЛУСу. Да? УЛУС не имеет технической возможности, вот, у вас нет там какого-то подразделения, которое может выполнить. Ваши шаги, это что, когда этот УЛУС, да, как-то вот вы его так оставляете без защиты? Выездными командировками, в принципе, те районы, где наших подразделений нет, Вы не рассказали? плановые выездные командировки. А в данном случае по Жиганскому району я скажу, что протоколов лабораторных исследований у нас нет.
Да. Это по желанию Александра Витальевича вам надо обязательно наложение. Так, когда мы... Обращений не было, да, по Жиганскому? Девушка, вы руки поднимите, пожалуйста, мы вам дадим слово. А тут глаза не надо превращать, пожалуйста, поднимите руку. Представьтесь. Я Егорова Кристина, общественный коуч. Вопрос по Жиганскому УЛУСу. Были ли обращения от этих УЛУСов по отбору в Роспотребнадзор? Не было обращений, да? Никто, даже из Якутска, никто из общественной организации не подавал заявку на отбор проб. Внеплановую проверку провести. Ну, я могу проверить. Еще вопрос у меня. У вас есть ли производственный контроль по Республике Саха-Якутия именно по водному балансу, по водным биоресурсам? Конкретно по каждому УЛУСу есть ли такая производственный контроль? Вы говорите, что где-то есть филиалы, а где-то нет. И если нет филиалов, то значит вы там отбор пробы не берете, контрольные ежемесячные, которые должны быть, я считаю, управление Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия должна иметь ежемесячный контроль во всех УЛУСах. Какой ежемесячный контроль? Производственный контроль. Да, по питьевой А воде. мы по источникам водоснабжения делаем анализы по полному химическому анализу один раз в год. Я считаю, необходимо поквартально хотя бы сделать программу, уже сделать по Республике Саха-Якутия. Ну, Вы же это я получаете еще раз говорю, это полномочия отчисления. эксплуатирующих организаций, которые должны нам отправлять сюда в город Якутск пробу воды. Так, еще вопросы есть? Пожалуйста. Большой вопрос. У нас очень сильно меняется законодательство. И вот у меня такой вопрос. Ранее был такой нормативный документ, что в случае, когда по предельным допустимым концентрациям есть превышение в 10 раз, скажем, как по питьевой воде, так и по загрязнению воздуха, то соответствующий орган имел право объявить чрезвычайную ситуацию местного значения. Существует ли такой документ сейчас и используется ли? А при каких? Предельно допустимым в 10 раз превышение. При каких условиях есть основания выявлять чрезвычайное положение? Местного, регионального, российского значения. Обязательно должен быть такой. Чьи это полномочия? Стороны Роспотребнадзора. Ну, ЧС это... возможность. ЧС должен Объявлять ЧС. Ну, вопрос к ней. ЧС анализ. Давайте. Вы не в курсе, да? Нет. Пожалуйста, девушка. Ну, я знаю, да. Насчет этого есть федеральный закон 68 о защите населения и территории от природного и техногенного характера. Там есть статья 16 о том, что жители имеют право подавать в госорганы заявление о том, что какая ситуация складывается в их объекте, да, в их населении. И то, что госорганы обязаны уведомлять население о чрезвычайном характере ЧС. И там также есть федеральный закон. Это, я считаю, полномочия Госкомитета об обеспечении безопасности населения, жизнедеятельности, да, которая раньше возглавлял Зайцев Алексей Юрьевич, да. И также полномочия есть у Министерства МЧС и в администрации. В каждой администрации есть КЧС и население, да, по положению председателей. Если они действуют как? У них есть свое положение, КЧС, председатель КЧС, обычно это глава. Они работают по федеральному закону 68 о защите населения, да, ЧС, и федеральный закон 304 о классификации ЧС. Там написано, что если пострадало население, территория более, например, более 10 человек, тогда это муниципальное. Если более 50, то это уже регионального характера. Да. Там все указывается в этом федеральном законе 304. Так, у нас присутствует тут руководитель лаборатории Роспотребнадзора, да, по-моему? Пожалуйста. Нет, Министерство экологии. Министерство экологии, да, я понял. А потом к вам. Как вы согласны с выводами Роспотребнадзора? Что там безопасно пить? Это не наша прерогатива оценивать качество питьевой воды. Центр экологического мониторинга, который
я руковожу, и в структуру которого входит 5 аккредитованных лабораторий в промышленных центрах республики, включая город Якутск, город Мирный, город Мирбан, Алдан и Ленск. У нас в соответствии с полномочиями Министерства экологии цели и задачи несколько иные, чем у Роспотребнадзора. Хотя в области аккредитации у нас есть нормативно-правовые документы, которые позволяют нам оценивать качество питьевой воды в том числе. И как вы оцениваете? Я бы хотела сказать, что на протяжении всего этого времени совместно работали все надзорные структуры. Работал Роспотребнадзор, и наши инспектора в районах отбирали пробы, можно сказать, параллельно. Единственное, что у инспекторов охраны природы чуть больше возможностей, и наши пробы отбирались как у берега, так и с лодки в центре реки по фарватеру. И вот по первым дням хотели мы отметить, эта информация ранее озвучивалась, что до того, как по реке Вилюй, вот скажем, населенные пункты Нюрба, Вилюйск, Верхневилюйск, Вилюйск, пришел фронт загрязненной вот этой визуально грязной воды, километров на 50, на 70 этот фронт опережала, ну, такая, скажем, странная субстанция, коллоидная, да, вот по своим свойствам, как бы тяжелая вода, которая была совершенно прозрачной, которая не отфильтровывалась на лабораторных фильтрах. То есть обычная вода, она как бы, даже если высокое содержание взвешенных веществ, на фильтре взвесь остается, вода фильтруется. Тут вода была прозрачная, но фильтровалась она необычно долго. И в этой воде, которая вот шла, она у нас впереди загрязненного потока, мы фиксировали очень высокие концентрации металлов. То есть содержание алюминия, железа, меди, марганца, те компоненты, которые мы говорим вот как специфичные, да, для данной ситуации, они у нас шли километров на 50, опережая фронт загрязненной воды. Впереди, да, впереди. И после того, как вот эта грязная вода прошла, вроде как визуально она очищалась, но до сих пор в придонном слое на глубине мы фиксируем все равно более высокие концентрации. Если вот поверхностный слой мы так же, как Роспотребнадзор, отбираем, и мы говорим, что да, взвешенные вещества у нас достаточно большой промежуток времени уже как бы пришли к фоновым значениям, металлы на сегодня, да, в населенных пунктах Вилюйской группы районов, ну, почти на уровне фоновых, при этом в придонном слое, то есть глубины 2–2,5 метра, концентрации металлов, они все равно выше, чем фоновые, выше, чем обычные. Ну, иначе говоря, вот Вилюйская вода, да, ну, которая вчера была в Вилюе, я так понимаю, что пока пить все-таки опасно. Все зависит от того, где стоят насосы для забора воды. Вопрос в этом, да? Водоочистные станции у нас есть и в Нюрбе, и в Вилюйске, и в Верхневилюйске, и в Сутарах, как установлены насосные вот эти установки. Поверхностный слой они забирают или они берут с какой-то глубины? Вопрос в этом. Роспотребнадзор должен был это же последить. У меня вопрос. Вопрос Роспотребнадзора, еще два вопроса. Так, Наталья Борисовна, Владислав Коротов, журналист. Вот 27 сентября глава первый закон издает об экологии. Народ воспрянул духом, что будет какой-то налажен наконец-то серьезный контроль. Через несколько дней на встрече с журналистами Арсений Сергеевич заявляет, что в Вилюе вода безопасная, ее можно пить. Это кто-то его вводит в заблуждение или как? Вот такую воду можно пить прямо из реки? Вы говорите, или нет уточнения в извещениях Роспотребнадзора, ее какую воду можно пить? Из альтернативных источников или из реки Вилюй? Непосредственно. Непосредственно из реки. Вот сейчас народ успокоился, говорят в районах. Официально решили воду из реки пить. И в недоумении люди. Как они? Как им поступать? Вера Семеновна, можно эту воду пить? Я бы не стала эту воду пить без водоподготовки. Я бы ее пить не стала. Не забирайте с поверхности. А сельский житель, которому вот и в финансовом отношении тяжело покупать бутилированную очищенную воду, он вынужден эту воду пить, тем более, что Роспотребнадзор подтверждает. Эту можно из реки можно использовать в питьевых и хозяйственных целях. Вот привезли, вчера забрали, кто рискнет? Попробуем. Давайте тогда.
Кому налить? Вы готовы пить, что ли? Нет, я скажу, что Пожалуйста. Егорова Кристина предлагали, Александр Витальевич, эту пробу протоколом оформить и направить в Центр гигиены лаборатории на Петра Алексеева в соответствии с Санпином. И если действительно народ требует, у нас есть свои права у населения, тогда пусть они пишут о повторном анализе, и взять пробы с точки отбора, обозначить поверхностную воду и донное отложение. И не только с одной точки, да, необходимо брать, а именно там, где начинается население, и там по расстоянию от километра 3 точки необходимо взять. Поверхностные 3 точки и донные тоже 3 точки отобрать. Я считаю так. Можно это Мы можно согласны с вами. повторно В принципе, сделать. у нас группа есть, которая Владислав в курсе, Владислав Петрович, пробы уже отобраны и направлены в Москву, я так понимаю. Да, из Сунтара, из Вельчана. Да, то есть, В 3 в местах принципе, это донные отложения. когда результаты будут, мы их опубликуем. И действительно, если придонная вода, как бы это, тогда придется кому-то ответственность нести. Да, и вот и я считаю, когда есть жалобы с населения и даже с таких общественных государственных структур, обращения в адрес Роспотребнадзора, то я считаю, что возможно сделать приостановление соответствия питьевой воды на основании до результатов этих данных лабораторных исследований, последних показаний. Потому что я считаю, что здоровье населения необходимо важнее этих срочных таких лабораторных показателей, которые были 17 сентября. После 20 сентября вода ухудшилась, и люди пишут и жалуются. Поэтому необходимо повторно сделать и приостановить вот это вот Повторно соответствие. сделаем анализы. Временные ограничения сделать, рекомендации населения о том, что было необходимо пить источники из альтернативного источника, ввиду показания жалоб и так далее. Давайте так сделаем. Это обязанности ваши. Да, и главы населения должны подключиться к этому. Знаете что, значит, Лена Семеновна, вы когда говорите, что вы слаженно работаете вместе с контролирующими органами, у меня возникает вопрос, значит, вы, Министерство охраны природы с 21-го уже начинает мониторинг, да, там все эти уже вносит на свой сайт, там 700-200 раз. Да, сейчас взвешенные вещества, значит, да. А 27 августа, когда мы проводим в АЭС совместное заседание с контролирующими органами, надзор вообще ничего не знал, ничего не мог ответить. Вообще, о какой работе Роспотребнадзора можно сказать? Это в течение 10 дней надзирающий орган сидит и ничего не делает. Вы о каком совещании говорите? Первый раз. 27-го, первое заседание общественное экологическое совета Министерства охраны природы. Так, вопрос, пожалуйста. Да, именно вопрос. Значит, с какого времени вообще? 21 августа. 21 августа. Можно я популярно скажу? Вот 21-го вы начали анализ. Они у вас определяются. Какой период, по которому вы можете определить, дать результат? Вот на 27 августа вразумительных ответов по качеству воды не было. В этот момент другие структуры уже давали нам результаты. Вот просто попадает на Значит, анализы не были. не были готовы. Да. Значит, не были готовы. Значит, до 27 числа, с 21 по нормативу вы не могли сделать. Если по вашим нормативам вы должны были сделать за 2 дня, и на 3-й уже была информация, тогда к 27 числа вы обязаны были сделать. Мы просто это проконтролируем, и, может, надо проверить, сколько времени требуется вашим структурам для выполнения этих вещей. Если вы их знали, но нам не дали, это одна ситуация. Если вы не успели, не сделали по какой-то причине, вторая ситуация. Если вы не имели права 27-го их выдать, потому что... А зачем нам закрывать эти? Нет, послушайте, это нормальная вещь информации. Если вы могли дать информацию 27-го, вы могли дать. Если вы не могли дать, значит вы не могли дать. Просто мы сейчас должны зафиксировать ситуацию. У нас
идет Почему не четкая захотели? фиксация. 21-го начали работать, нормальные сроки. Зачем скрывать, если вода 27-го не у вас не было информации. И И оттуда на самом деле пошло недоверие, которое идет до сих пор. Я подтверждаю как раз двух коллег, да? Я лично давал вашему коллеге вот на заседание Общественного экологического совета при Министерстве экологии. Да, там ваш был ваш представитель, которого ваше учреждение направило на человека владел. Я ему задал простой вопрос. 27 августа. Какое письмо или какую-то информацию вы направили в местные органы муниципального образования? Какой документ? Какой? Что он сказал? Он сказал, ну мы участвовали в заседании КЧС. Вот, все, что он сказал. Никаких данных, никакой деятельности, никаких писем. Я говорю, какого числа? Ну, давайте мы Это не первое. будем Нет, по просто это одному первое. заседанию прямо оценивать Но эффективность управления. вы направили человека, так что вы Не я. уже как-то сейчас внутри себя разбирайтесь. А 28-го, да, 28-го состоялось заседание, по которому опять же это недоверие снова накопилось. И потом это превратилось в полное недоверие ко многим органам власти. На самом деле вот эта ситуация, которая могла быть погашена на тот момент. Мы Да. просто вам констатируем факт. Это недоработка вашего учреждения, она породила сильно много чего. И еще одно. Мое пожелание. Пожалуйста, вот сейчас, как вот сказала, да, Кристина, необходимо как-то вот с вашей стороны приостановить. Во-первых, на основании того, что, возможно, вот шланг, ну, грубо говоря, водовозка приходит, да, никто ее на поверхности не будет жать. Ее закидывают в реку, и она же, может быть, уже совсем другой концентрации будет брать. Поэтому вы, пожалуйста, приостановите и проведите, если нужно будет расследование, и проведите, узнайте, угрожает населению опасность или нет. Потому что ответственность вы тоже же несете. Мы же вам доверяем, как великое государство. Спасибо. Иван Валентинович очень правильный вопрос поднял, потому что очень много вопросов возникает именно к Роспотребнадзору. У него есть все полномочия, к сожалению, он ими не пользуется. Пожалуйста, вопрос. Алексей Гуров, общественник государственного ВУЗа. В Султаре уже как 2 недели население пьет воду. И как бы есть официальное заявление, что вода пригодна для питья. Если сейчас имеется сомнение в качестве воды, почему заявление не отзывается? Но это вы сейчас поставили. Ну, этот вопрос мы обсуждаем. Да, мы обсуждаем. Андрей Никитич, пока официально. Вот Евгений Семенович не мог вопрос? Да, конечно. Вот это вы сказали, там интересные как бы результаты вот в той голове, которая была вот там ген и так далее. У вас вот эти данные можно у вас взять, да? Конечно. Теперь второе, вот эти пробы, они сохранены у вас, дубликат или Арбитражные пробы мы храним. Единственное, что по мере того, как проба стоит, если вы будете определять растворенные формы металлов, да, изменения в результатах все равно будут. Разваловые тоже. Но пробы стоят, мы можем предоставить. Ну, там содержание, сказали, металла. Да? Содержание превышено, да, металла? Стоят и те пробы, которые были вот в пик загрязнения, да, самые грязные пробы, они тоже имеются. Все пробы с 20 августа на сегодня у нас в лабораториях сохранены. Там, где был достаточный объем, там пробы у нас стоят. Мы еще ничего не утилизировали. Так, ну, по акту сохраните, пожалуйста. Более 400 проб. Вот так. Еще вопрос, можно у меня маленький вопрос? А вы сам ПИН у вас какого года? Так, Иван Валентинович. А какую ответственность несет сотрудники вашего учреждения за случаи, если подвергнутся опасности населения? Какая ответственность грозит нашему руководителю? Ну, мы найдем. Нет, я думаю, она знает. Можно еще Пожалуйста, Безусловно, извиняюсь, к ней вопросы тоже идут в этом плане. Скажите, безусловно, вот сейчас идут так называемые независимые анализы в Москве, в других лабораториях, хотя они анализируют практически те же самые элементы. Опять же вопрос доверия. Сколько требуется времени, чтобы анализы по тем же характеристикам, которые вы делаете, они не сильно исказились и подтвердили или не подтвердили анализы? Это сколько дней
3-2 недели в месяц. По тем элементам, которые вызывают вопрос. Ну вот согласно ГОСТу по проведению методик нормативных документов, да, метод выполнения исследований, взвешенные вещества, они не консервируются, их доставить необходимо в лабораторию в течение суток. В этом случае анализ признается легитимным. По металлам также проба должна быть воды доставлена в лабораторию в течение суток. В лаборатории эта проба уже может быть законсервирована, или она может быть законсервирована специалистом лаборатории при отборе. После этого металлы могут храниться месяц. То есть в течение месяца эта проба будет легитимна. И вот если вы смотрели в WhatsApp те протоколы результатов, которые выдавал аналитический центр МГУ имени Шпигуна, да, мы с ними сотрудничаем тоже, инвитро лаборатория, другие лаборатории. Аттестат аккредитации не указывают они в протоколах. Мы тоже так делаем, когда не соблюдены сроки доставки, ни одна аккредитованная лаборатория не поставит аттестат аккредитации на бланке протокола. То есть эти результаты, которые по WhatsApp гуляли, да, не проанализированы, ничего нового мы там не увидели, да, нам тоже было интересно, потому что лаборатории мощные, хорошо оснащенные, никаких новых компонентов, никаких новых загрязнителей там не было выявлено. Но на протоколах отсутствуют аттестаты, ссылка на аттестат. Последний вопрос. Пожалуйста, последний вопрос. Нет, даже не хочу благодарить. Елена Семеновна, вашу лабораторию. Мы, честно говоря, многим не верили, мы общественники эту работу проводили, да, направляли в альтернативные лаборатории. Но я хочу сказать вам спасибо, что действительно вам можно доверять, я бы хотел, чтобы население тоже вам верило, да? Вот, и мы просто убедились в том, что вы, извините, мы доверяем, но проверяем, да? Совершенно правильно, мы тоже проверяем. Но спасибо большое, что... Ну, по первому вопросу мы практически, я думаю, Семена Ивановича заслушивать не будем, я думаю, по второму вопросу вам только слово дадим, и первый вопрос, если что, тоже зададим. Да, на самом деле, да. То же самое. Тут еще присутствует у нас Сивцев Сергей Георгиевич, зам руководителя Росприроднадзора, также присутствует Толстов Вячеслав Федорович, зам руководителя рыбоохраны и первый заместитель министра экологии и природопользования и земельного хозяйства Яков Илларионович. Вот, я бы хотел потихоньку перейти ко второму вопросу. Наверное, так как этим занимается у нас Росприроднадзор, пожалуйста. Нет, по первому вопросу, мне кажется, это Росприроднадзор, вы же тоже есть. Нет, ну давайте мы дадим слово Сивцеву Сергею Георгиевичу, заместителю руководителя Росприроднадзора. Да. Добрый вечер. Первый вопрос. По данному факту в нашем управлении проведена следующая работа. Совместно с Министерством экологии был произведен осмотр территории Росахноземельного. Также рек Монотополи, в том числе Кривой, соответственно, река Ильич. В рамках проверки были отобраны пробы с реки Ильич, начиная от падения, места падения реки Малой Затоки до города Ильича. Отбор проб производил Стасилия Султан, город Москва, город Ильич и город Ильич. Это в рамках проверки и требований Якутской предпринимательской программы в отношении национальной компании России. Все отборы производились в присутствии полномочных представителей национальной компании. Это слайд я потом. Хорошо. Есть аккредитованная лаборатория по ведомственному Росприроднадзору с центром лабораторных анализов технических изменений по административному федеральному округу. Все отобранные пробы передавались в этот центр. По результатам экспертизы были установлены превышения по сравнению с фоном, да, по показателям взвешенного вещества общее среднее значение в 10 раз превышение в сравнении с фоном, по железу 2 или 5 раз, по 5 раз, по меди 5 и 6 раз. Таким образом было подтверждено загрязнение реки Ильи данными загрязняющими веществами. Всего в рамках проверки было отобрано 28 проб. Параллельно
помимо водного надзора проводился и экологический надзор в рамках полномочий. Результатом проверки были установлены выполнение согласованных проектов, проектных показателей при разработке данного месторождения. В общем, по результатам проверки были установлены нарушения водного законодательства и законодательства. Отклонение от проекта скорее Ростехнадзор, да, у нас тоже присутствует. Про анализ мы в принципе в курсе, вот, мы хотели бы узнать, какая ситуация сейчас. Сегодня начато управление процедуры по привлечению административных и акционерной компании в административной части 4 статьи 8.13 и 8 Кодекса Российской Федерации административных ушел. Рассчитанный вред, нанесенный людьми, есть ведомственный приказ, согласно этому приказу, рассчитанный вред называли на сегодня центральный аппарат город Москва, Ростехнадзор. И согласно приказу, срок в течение 20 рабочих дней может нанести вред и согласовать. 22 миллиарда, да? К сожалению, сегодня я не могу объявить. WhatsApp есть полный. Компании было выдано описание на устранение выявленных нарушений. Но помимо этого материалы результатов проверки были данные. А вот вы ущерб по каким критериям? Есть методика именно по расчету ущерба нанесенного водного объекта. Она была признана в 2009 году, номер 837, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Простыми словами. Это вы ущерб Вилюеве посчитали, да? Здесь, потому что это я отмечу, что Малая Батония, по-моему, не ваш объект, да? В 2006 году было внесено постановление правительства Российской Федерации, которое определило отнесение водных объектов федеральных и региональных водных. Согласно этих критериев, река Вилюев и Малая Батония относятся к региональным водным. Река Вилюев это объект федерального. То есть это ущерб по реке Вилюев, да? Чисто по реке Вилюев. У меня тогда вопрос. Мы же в курсе, что до Жиганска достал. По реке Лени, почему вы это не здесь, смотрите, событие как бы одно, загрязняющие вещества те же. Здесь даже здесь река побольше. Концентрация же вещества. Река побольше. Концентрация все равно та же. Событие одно. Но площадь-то разная. Но вы сказали, что вы на Вилюйскую зону посчитали, а по реке Лени-то вы не посчитали? По реке Лени. Вот видите, уже недоработка. Тогда по количеству выброшенных вредных веществ, по какому объему вообще-то идет? Вы же, наверное, все это посчитали, да? Сейчас сегодня я же отметил концентрация. Нет, не концентрация, объем здесь по расстоянию, да, можно сказать, что начиная от начала с Малой Батуби, месте падения, до Верхнего Юска. Вот и где-то порядка. Нет, вы не о том говорите, я думаю, с самого начала выброса, да, и до конца это уже, да, пока вот дамбу закрыли, да, вот какой объем вещества. Ну, здесь как бы надо сказать, что методика расчета вреда, она не предусматривает в части объема. Только по содержанию. Андрей Николаевич, это вопрос Ростехнадзора, вы его зададите, пожалуйста. Я знаю, что Росприроднадзор направил предписание о вопросе по факту нарушения законодательства, загрязнения реки и так далее. У меня вопрос, какого числа было направлено предписание? Вот, все вы, наверное, знаете, что есть закон о защите юридических лиц, да, и легальных предприятий, поощрения государственного контроля. Он был принят в 2008 году, номер 200. Ну, только малый бизнес касается же. Он касается всех юридических лиц и легальных предприятий. То есть, согласно этому закону, там статья 10 по организации рекламных проектов. Там четко сказано, либо возникновение угрозы и причинение вреда. В этих случаях мы можем организовать проект только после согласования с организацией. Без согласования мы не имеем права. А вы подавали на согласование?
мы проверку проводим. И есть там отдельный пункт на основании поручения президента Российской Федерации, поручения правительства Российской Федерации и на основании требований органов прокуратуры. Мы имеем, как надзорный орган, любой ведомство имеет право объявлять рекламу. То есть вы подтверждаете то, что вот, авария 18-го ночью произошла, вы отреагировали 28-го, да? Нет, имеется в виду, получается, какого числа было направлено предписание, вы не можете... Согласно вот этого закона, предписание мы имеем право выдавать только по результатам проверки, то есть когда выйдет акт проверки. То есть по случаю, вот сейчас в законодательстве тоже есть такой пробел, можно сказать, да? То в таких случаях по загрязнению водных объектов можно не действовать, да? Мы не уполномочены выдавать предписание. Нету такой нормы. До 2008 года было это, мы выдавали предписание. Выявили там разбитых продуктов, сразу предписали. Чтобы они сразу организовали мероприятие по ликвидации этих, да? Устранение, за ними устранение. Но сейчас нормы это убрали. Мы эти вопросы тоже ставим, чтобы эту норму вернули. Сейчас мы можем выдавать предписание только по результатам проверки, на основании акта проверки. Проверка у нас может длиться за 24 рабочих. Но вы все-таки скажите, почему после аварии вы отреагировали только 28 августа, а не то, что она произошла 17-го, ночью 18-го? Здесь мы получили информацию с Министерства экологии 24 августа. Именно с подтверждением 4 дня думали, да? лабораторного анализа мы обратились в прокуратуру на согласование буквально выездной проверки. Ну, аварию-то, наверное, вы 18-го узнали. Да, аварию мы узнали. Конечно. Вы должны были сразу Объект нашего доехать, контроля это была река Лилюй. То есть пока был река Лилях, мало ли было, мы неполномочны. Мы недавно получали официальное письмо от вас на наш запрос, и там конкретно было написано то, что предписание уже направлено. Мы 1 октября недавно, в начале октября мы получили от вас письмо. И там черным по белому написано, что предписание уже направлено. 1 октября мы подписали. Ну, вопрос, да, 1 октября. И продолжение. И там в письме есть ссылка на то, что возможно при неустранении нарушения будет лицензия, да. Нет, там, смотрите, вот случай... Но можно я продолжу? И там, получается, была ссылка на закон, пункта 2, части 2, статьи 20 о недрах, то, что отзывается лицензия. Нет. И недавно, совсем недавно, мы получили той же датой письмо, то есть задним числом. И в том письме такой ссылки, такого закона вообще нет. Это как можете одной даты. И там, получается, в первом письме есть то, что при неустранении нарушения отзывается лицензия, а во втором письме тоже даты вообще ничего нет. Есть статья, часть 1, есть статья 19.5. Один и тот же человек. Один и тот же человек. Есть статья 19.5 Кодекса административных правонарушений. За невыполнение срока законного предписания выданного должностным органам надзора, предусматривается административная ответственность. Юридическое лицо должностное это физическое. Приостановление входит в ваше? А в часть, то, что вы отметили, статья 20, пункт 2, часть 2 закона НИКа, это предусматривает именно право инициирования срочного прекращения пользования. Это чуть другое. Там именно... Да, это не часть невыполнения предписания. Это случай невыполнения особых условий пользования метром. Если недропользование не выполняет условия, у меня вопрос вот Природнадзору и Ростехнадзору. Вот была ли возможность и существует ли такая возможность, вот, например, остановить вот это грязевое пятно, ликвидировать его каким-то образом? Вы же, получается, что брали пробы столько контролирующих организаций и следили, пока на 1,5 месяца в неизменном виде 200 километров протяженности, да, двигалась по Вилюю, потом вышла на Лену. А нельзя было и как-то остановить, там какие-то технические сорбенты применить или какие-то специальные устройства, чтобы убрать? Отвечу так. Мы федеральным государственным представляем. Мы не занимаемся вопросами ликвидации. Мы уполномочены орган по надзору. То есть мы, если виновное лицо есть, мы вот
который виновник организации, он уполномочен заниматься вопросами ликвидации. Если он не справляется, согласно вот, озвученным законам, подключается там по линии Министерства чрезвычайной ситуации. А если виновник себя не признает? Саустана, пожалуйста, не перебивайте, руки поднимайте. Вот сейчас Михаил Михайлович, пожалуйста. Ну, и еще дополнительно можно отметить, что и сегодня, по крайней мере, на территории республики руки поднимайте, пожалуйста, нет таких я вам дам технологий, кричать не надо, которые именно вот, занимаются вот, именно очисткой вот таких случаев. По разделу нефтепродуктов как бы наработанный опыт есть, там есть установка водных повреждений, сорбенты, там есть возможность. А вот именно по данному случаю технология очистки нет. Именно на территории. По поводу все-таки вот, Алроса как-то есть структура, которая извещает все структуры о аварийных случаях. Это, кажется, вот слушай, она одновременно всех информирует согласно нормативам, и она объявила 19 числа, да? 20-го дошло, и, соответственно, например, Министерство экологии, она отреагировала моментально, да? В этом плане вы говорите, что 24 августа к вам пришла информация. От Министерства экологии. Да, от них пришло. Получается, вы не от этой единой диспетчерской службы получали. Вот получается этот вопрос. Если единая диспетчерская служба, она вам не довела, то вы, если вы докажете, что она не довела, тогда претензии к этой диспетчерской службе. Это раз. Второе. Теперь я еще. Смотрите, вот то ядро загрязнений, которое пришло на Вилюй с 26 числа, 7 вы успели захватить. И мне Лена Семеновна сказала, что как раз они поехали, и вот дополнительные анализы там успели схватить, слава богу. И вопрос, вы вот успели захватить только ядро, или вот это упреждающее движение на 50 километров тех голову, голову, так называемую, вы тоже ее схватили? Потому что вы очень хорошо сказали слово «совместно с Министерством экологии». Я бы сказал, бы переделал наоборот. Это получив от них информацию недостающую, вы только за счет этого и можете что-то сейчас информировать. То есть вот ваши данные все равно будут использоваться, именно ваши, ссылайте в лабораторию. Успела она схватить вот это упреждающее ядро в этом плане? Хорошо? И вот это пока только два вопроса. Какие технические? Единая диспетчерская служба имеет информацию не получена. Это нужно, наверное, зафиксировать, что получается у нас в нашем государстве бардачная система оповещений. Почему? Подсказывает, что 21-го не получили. Это компания. О разборе граждан. Нет, ну, получается, вот сейчас официально заявлено, что диспетчерская служба. Тогда, получается, нужно иметь претензии к этой диспетчерской службе, которая имеет вопрос. И когда здесь я отмечу, что любой природопользователь, он обязан, он обязан подтверждать в первую очередь надзорного органа в случае аварийной ситуации на объекте. Ну, это понятно. Это в случае неуведомления своей службы. Его предусматривается административная ответственность по статье 8.5. Да, из этого следует, что вас уведомили 21-го. 4 компанию. Он официально сказал, что 24-го. 24-го или 24-го уведомили правила Министерства. Министерство понятно. Ваш работник говорит, что 21-го. Компания Алроса уведомила нас о управлении данных граждан. Правильно? Не загрязнение, а именно... И вы неделю ждали, пока вам природоохранная прокуратура разрешит пойти проверять. Вы же, наверное, сразу должны ехать. Да, по обращению. Так, Иван Валентинович, пожалуйста. Когда речь идет о разделе территории районов ответственности, да, я понимаю, когда есть, допустим, на береговой линии, да, вот, что-то произошло, там, утечка нефтепродуктов, да, это Министерство экологии должно заниматься, да. Но когда загрязняется источник, да, река республиканского значения, и уже понятно, что это пятно уже автоматически появится и в реке федерального значения, да, то у вас нет такого, да, вот, как бы порядка, там, не знаю, у вас есть регламента, согласно которому понятно, что это пятно уже
потенциально угрожает вашей зоне ответственности. И я был свидетелем, опять-таки, на том же заседании 27 числа, ваш представитель, да? Да, вот. Вот, он сказал такую интересную фразу, да, он сказал, ну, мы типа еще этим как бы не занимались, да, но мы совместно с Министерством экологии мы запросим ваши данные. То есть, почему? 21-го вас компания информирует. Давайте вопрос. Да, нет, я говорю, почему? 21-го компания вас уведомляет? Да, правовые данные, да? Понятно же, что загрязнение будет, да? Второе, 24-го вас информирует, 27 числа ваш руководитель говорит, что ну, мы подключимся совместно, у них запросим данные. Вот вы разве не должны требовать, вот, заставлять предприятия, чтобы они вас уведомляли? Что вы сделали? Вы какое-то наказание сделали за то, что они вас не уведомили? Вот эта система должна же работать, и вы должны же обеспечить, чтобы вам информация поступала. Вы для этого что-нибудь сделали сегодня? Вот мне можете сказать, что вы сделали для того, чтобы в следующий раз вас проинформировали в тот же момент? Что вы сделали? Что вами конкретно сделали? Ну, а загрязнение, откуда вы получаете информацию? Откуда вы должны? 24-го загрязнение, да. Это уже... Нет, еще статистика. Мне кажется, это несерьезно. Сергей Гаврилович в этот момент был в отпуске, и он не исполнял обязанности, вот, которые сейчас он отвечает. И на самом деле в тот момент Виктор Рюрикович был главный. Я вот прекрасно знаю эти вещи. И сейчас он пришел сюда, своеобразный, на расстрельную встречу. И сейчас он впервые пришел. И я вот прошу вас, на самом деле, учитывать этот факт, хорошо? Человек мужественно пришел получать в какой-то мере... Немужественные и да? неинформированные люди. Я вам вот, объективно вас прошу, это имейте в виду. Спасибо, пожалуйста, Нет, он девушка потом. вы сказали, что вы ничего не можете делать, просто-напросто виновное лицо только может, да, Авросов? Да. Тогда вообще в чем заключается ваша функция? Потому что вот вы говорите 28-го, там через неделю, скажите, пожалуйста, ваш специалист поехал брать пробу Вилюйские лусы только 29 августа вместе с нами, с нашей комиссией. До этого ничего не делали, сидели. Мы вопрос этот поднимали как раз в прошлый раз. 28-го. Очень много вопросов, конечно, к реакции Росприроднадзора. Не только у депутатов, но и мы в прошлый раз как раз вопрос в соответствии с занимаемой должностью в том числе. И еще сразу второй вопрос можно, чтобы одним матом не ответить. Значит, по гибели, наверное, это ваша компетенция, нет? Нет, мы до этого дойдем. Хорошо, тогда по гибели... Да. Ага. Пожалуйста, Леша. У меня еще вопрос. Нет, вначале пусть ответит пока. Да. Давайте ответьте. Чаще всего ликвидация последствий аварийной ситуации. Это не мы занимаемся. Есть само предприятие, в первую очередь, в случае нехватки сил, они подключают органы МЧС. Есть аварийные спасательные службы. Вы не путайте, пожалуйста, что мы, надзорный орган, должны там ликвидировать, там устанавливать какие-то честные. Мы уполномочены, есть положение 540, зайдите на сайт. Они должны до 25 тот орган, который его заставляет... Ну, мы поняли. Вопрос задали. 29 числа вы только подключились. Что вы до этого делали? Вот мы получили требования, мы обратились в прокуратуру, да, на согласование. Как получили Министерство экологии, мы обратились в прокуратуру на согласование неплановой проверки. Ну, с вами все ясно. Им дает Поворотливый. сутки на согласование неплановой проверки. 25-го получили. Да, и мы потом, получив, Роспотребнадзор намного проворливее вас оказался. Ну, конечно, вопросов очень много Росприроднадзору, даже Роспотребнадзору. Девушка, пожалуйста. Да. Егорова Кристина Анатольевна. Насчет вопрос Ростехнадзора и Росприроднадзора. С Ростехнадзора у меня есть, я знаю, да, есть федеральный закон о безопасности. Можно потише, пожалуйста? Есть федеральный закон о безопасности гидротехнических сооружений номер 117. Я изучала эти законы.
от 21 июля 1997 года, номер 117. Там написано, что статья 7 должен вестись реестр регистрированных гидротехнических сооружений. Была ли там именно эта станция, дражная и очистная станция в реестре Республики Саха-Якутия? Ну, это третий вопрос. Давайте. Еще у меня есть, подождите. По второму вопросу, да, нет, по статье, но там есть закон, статья 5, полномочия органов исполнительной власти. Там написано, что они имеют, вот Росприроднадзор и Ростехнадзор имеют полномочия ограничивать условия эксплуатации при ликвидации аварий, если авария случилась. Почему этого не было сделано? И второй вопрос Росприроднадзору, когда началась внеплановая проверка, и отправлено ли определение о месте и времени назначения рассмотрения дела в отношении АК «Алроса»? Спасибо. Так, ну, я вот в своем выступлении вначале отметил, что уже процедура работы ранчика по определение на какое время назначено тогда? Можно узнать? 18 октября. 18 октября назначено наказание рассмотрение административного. В городе Якутске? Так, у меня все-таки, кажется, немножко мы в сторону ушли. Давайте все-таки по ущербу мы... Я сейчас вам дам, да? По ущербу. Ростехнадзор насчет реестра. Давайте следующий вопрос. Как раз то, что касается. Давайте не будем прыгать со второго на третий вопрос. Когда третий вопрос придет, пожалуйста, задавайте вопрос. Я вот по ущербу хотел все-таки уточниться, да? Второй вопрос. Вот WhatsApp там и так далее озвучили сумму ущерба. Входит ли в эту сумму ущерба потери физических лиц, скот там и так далее? Теперь конкретный ущерб, нанесенный городом. Так, теперь у меня второй вопрос. Этот Сахамин Миланович поднимал вопрос о том, чтобы с компанией «Алроса» подписать досудебное соглашение. Это говорится про эту сумму или у вас другая, да? Ну это хорошо, как раз мы до вас дойдем. Пожалуйста, это федерала, это Михаил Павлович, член общественной экологической субъекта, у меня такой вопрос, да? Ущерб, нанесенный нашим региональным рекам, переляг на лабораторию. Вот как рассчитывается и методика расчета? Методика одна и та же. Одна и та же, да, федеральная методика. И вот подавали ли иск акционерной компании «Алроса»? Что вот у нас это? Наверное, сейчас можно ответить, да? Ну давайте. Уважаемые члены общественной палаты, приглашенные, сегодня как раз по исполнению протокола главы Республики Саха-Якутия Сергея Николаева состоялось совещание видеоконференц-связи с компанией «Алроса». И по повестке дня выступили все. Основным докладчиком являлся наш министр Сахар Миланович, Ростехнадзор, Росприроднадзор, управление Ленское территориальное управление Росрыболовства, и Росприроднадзор. Со стороны компании участвовал Соболев и заместитель генерального директора Дешкурского сектора. Со стороны Росприроднадзора тоже выступил Виктор Рюрикович, озвучил именно возмещение ущерба. Наш министр тоже выступил, но в рамках административного дела, которое еще не закончилось у нас, в конце октября это будет, мы сперва выносим постановление, предъявляем согласно кодексу административного правонарушения. После оплаты штрафа, когда она вступит в силу, тогда мы предъявляем возмещение ущерба. Штраф, ущерб, отдельные вещи. Да. И сейчас, конечно, в рамках административного дела я могу сказать о том, что мы по Иреляке и по малой округе расчеты проводим по ущербу, но окончательно пока на определенной цифре еще не будет. Но как постановление вступит в силу, привлечение административной ответственности от Алроса.
И мы сразу переверим это Передача на МВК Сергей Юрьевич озвучивал сумму 22,1 миллиард рублей. Это, насколько я знаю, сумма ущерба только реке Вилюй. А как же ущерб, который да, по водной живности и по животному миру? И дроны. Ага, и будет ли посчитан, кроме этого, кроме реки Вилюй, ущерб речкам, Малой Бутубе и реке Ленин? И еще второй момент. То, что сумма, озвученная вами, была размещена на сайте Росприроднадзора, а сейчас почему-то сумма, информация удалена. Да, кстати, да, информация удалена. По Росприроднадзору все-таки уточнимся до конца. Сумма действительно посчитана какая-то, да? Озвученная, не озвученная. Что включается? Мы это поняли, да? Но вы сказали, что посчитан ущерб только по реке Вилюй. По реке Лена ущерб не подсчитан. То есть уже как бы то, что я вам уже говорил, да? И наше пожелание, и мы это тоже озвучим, и протокол внесем, и напишем письма и вам, и вашему руководству, чтобы по реке Лена тоже, ну, по речкам это уже Минэкология. Они этим занимаются. Почему с сайта удалена информация о сумме ущерба? Была информация? Пожалуйста, просто Значит, Лена не считается, да? Удалено. Нет, надо другого. По реке Лена все-таки ответьте. Вот смотрите, здесь данный ущерб, допустим, да, он предъявляется природопользователю в течение, дает тебе не месяц для добровольного плана. Представляется претензия, в случае отказа все это происходит в судебном порядке. Ну, понятно. Компания «Алроса», серьезная компания, сам понимаете, там служба юристов тоже серьезно. Здесь договора водопользования для решения предоставления водных объектов выдаются конкретно на реку и рельеф. Событие одно. То есть здесь надо доказать, что именно с этого случая произошло именно вот для этого вы и существуете. Даже, да, как бы вопрос может возникнуть даже поведение. То есть вы поление не планируете, да? Поление пока оно как бы в работе, пока сегодня нет. Жиганска даже обнаружили вот эти вот элементы, они тоже делали. Нет, это никакие ворота не лезут. Тоже рекламенно, тоже это похоже на сокрытие, как бы. Андрей Накентьевич, пожалуйста. Вот вы обозначили там, не знаю, там секретно, не секретно, сумма ущерба, да? Вот сумма ущерба, она после Москвы изменится или вообще экспертизу вот этой ущерба делается или нет? Ну, как раз Москва делает. Москва делает, да? И то есть сумма может быть изменена, да? Может быть. Исключается. Вообще по проценту. Много больше нужно быть сумма. 22 миллиарда это только река Вилюй. А бывают случаи, когда, допустим, расчеты может быть некорректно сделаны, да, Москва возвращает на досчет. Вот. Я вообще считаю, что это, то, что Ленин не посчитан ущерб, это никакие ворота не странно. Да, Сергей Юрьевич, я так понял, какой вред рыбам там, этим моллюскам, это вот занимаются они. Вы объясните, пожалуйста, вот как вы считали ущерб? Ну, простым людям, простым языком, скажите, вот загрязнение взвешенными веществами, там, металлами, вот это вы имеете в виду, да? Считаете? Вот промежуток от начала, где втекает Илеля, и вот до устья, да? И вы просто вот это примерно грубо посчитали, да? Но я думаю, что методика, которой вы пользуетесь, она, как бы, утверждена законодательно, и у вас какие-то там вольного трактования не должно же быть, да? Вот, то есть вы, наверное, грамотно все сделали, и если цифра поменяется, это у нас возникнут дополнительные вопросы, да? И кто считается при этом пострадавшим? Это абстрактная река Вилюй или население, проживающее по берегам реки? Российской Федерации. Или кто? Вред, он
случае или в судебном порядке, или по добровольному порядку, если оплачивается, то он поступает в местный бюджет. Республиканский, И еще второй вопрос. Второй вопрос. Сергей Ильич, у вас вот эта доказательная база собрана? Вы уверены в том, что это все безукоризненно? Или что-то какие-то сомнения у вас звучат здесь, да? Что, может быть, мы не сможем даже Белюй доказать, а не говоря уже про Лену. Что-то такое прозвучало. Или я неправильно услышал? Смотрите, все равно сейчас компания будет обжаловать административное дело. Сомнения есть, да? И наше управление. Так, у меня еще к вам вопрос, да? Не первый раз проверяем компанию. Еще один вопрос, да? Административные дела и Вот и так далее. из этой суммы, Они будут из этой суммы сколько процентов идет непосредственно на пострадавших? Ну, я говорю, 100% она поступает в местный бюджет. Не республиканский бюджет, не федеральный бюджет. А то, что 50%, пожалуйста, представьте. 45%. Дмитрий Афанасьевич, Это разные вещи. у меня такой вопрос. Я обращался к главе Росприроднадзора о том, чтобы создать совет, общественный совет при Росприроднадзоре. На что получил ответ, то, что у нас общественный совет не создается по причине отсутствия кандидатов в члены общественного совета при Росприроднадзоре. Таким образом, скажите, пожалуйста, можем ли мы вам предложить кандидатов для организации данного совета? Записывайте. Сразу вот записывайте. Официально обращайтесь. У меня вопрос, Сергей Владимирович. Вот вы сказали только что источником загрязнения реки Белюй является Иреля, да? Малобатур. Малобатур, да? Иреля впадает в Батур. Если наши регионального значения орган не докажут, что на как бы, да, тогда получается это само собой аннулируется вот это вот, да? Есть такой вопрос, вариант не исключается. Не исключается. Можно вопрос? Вот ясно. Спасибо. Пожалуйста. Девушка. У меня вопрос. Да, Потом Егорова Кристина. Вопрос к Ростехнадзору. Вот было уже всем известно на совещании, то, что в реестре гидротехнических сооружений нету, да? В этом. Давайте к третьему вопросу нету, да? перейдем. Когда ваши действия, ваши действия, вот вы узнали, что нету в реестре, вы внеплановую проверку провели в отношении Нет, да, давайте, когда мы к третьему вопросу перейдем, там меры, принятых мер. понятно. Сумма ущерба, насколько я знаю, включается в бюджет муниципального образования. Нет, это понятно, да, я просто подтверждаю. А контролируется ли реализация вот этого вот этой Куда суммы? деньги Если он включается в общий бюджет, нет, то как бы они могут направить на что депутаты угодно. будут сами определять, наверное. По идее, если сумма именно от ущерба поступила в бюджет, то она должна контролироваться именно на законодательном уровне. Почему это было? Министерство охраны природы, но сейчас назвался Министерство экологии, имеет соглашение со всеми муниципальными образованиями по созданию и эксплуатации, скажем, муниципальной силовой программы охраны окружающей среды. И все поступающие суммы от штрафов, негативного воздействия окружающей среды, возмещения ущерба поступает именно вот в муниципальный бюджет района. И, соответственно, в этом муниципальной силовой программе должны быть проекты, которые должны работать именно вот на улучшение окружающей среды. Это очистительное сооружение и так далее и тому подобное. И по животному миру. Но, к сожалению, муниципальное образование со стороны, скажем, депутатского корпуса, некоторые активно работают, некоторые очень слабо работают. Вот, например, по разливу нефтепродуктов в реке Никитка было возмещение ущерба. Первоначальные документы, конечно, мы в Министерстве охраны природы сделали и передали Росприроднадзору. Как так является река федеральной. И благодаря вот Наталье Николаевне, Сергею Гавриловичу, они суд выиграли. И 7 миллионов 900 тысяч поступило в районный быджет. Абыйского района. Но они были все до единой копейки направлены на нужды муниципалитета.
И сейчас у нас ведутся переговоры с Шехшинским главой администрации, чтобы со стороны местного бюджета, районного бюджета на 2013 год были предусмотрены финансовые средства именно на реализацию проектов экологического проекта. Давайте такой пробел в бюджетном кодексе. Вот поступает, мы являемся, управление является администратором по движению. Там мы знаем, что 55% местных поступает, опять же, местный бюджет, 45% республиканский бюджет, 5% федеральный бюджет. То есть ваши деньги так будут распределяться, да? Нет, это именно плата за негативное воздействие. Плюс еще штрафы тоже есть. Плюс вред, нанесенный то есть воде, почтам и так далее. Так вы сказали, если я говорю, есть в законе есть плата за негативное воздействие. То есть любой природопользователь, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду, он платит своего рода налог, получается, бюджет. Из них вот 55% поступает в местный бюджет, районный бюджет. То есть это не 22 миллиарда, а помимо этого еще одна сумма? Это отдельно. Это отдельно. То есть это ежегодные платежи, которые поступают в республике, где-то порядка 40% поступает в республиканский бюджет. Давайте сейчас последние вопросы природоохраны, прокуратуры, потом рыбцентр дадим слово. Пожалуйста, Владислав. По ущербу, Сергей Григорьевич, вот потом вам. Вчера в газете «Крым» и на англоязычном сайте Якутия Today, и когда мы были 5 сентября в Мирном, вот администрация горно-обогатительного комбината в качестве виновника называла дачное озеро, переполнение дачного озера. Не получится ли таким образом, что компания уйдет от ответственности, переложив вину за перелив дамбы и так далее, за поступление грязной воды в реки, переложив на муниципалитет, на дачное озеро, которое было создано 50 лет назад? Алроса уже с самого начала формирует такое мнение. Что виноваты вот дачники? А? Что у них было несанкционированное озеро образовано, которое из-за дождей переполнило, смыло дамбу, смыло федеральную дорогу, и потом уже смыло полигон. Да, девушка, пожалуйста. Марина Платонова, общественница, да, вот я на днях посмотрела сайт прокуратуры, да, вот от 28 ноября 2015 года как раз я открыла, да, в 2 километрах прорыв дамбы тоже был. Да, было расследование целый год, да, и в конце дело не в деньгах, а просто административное нарушение в виде штрафа в размере 20 тысяч по статье 9, части 2 КоАП. Да? Дело не в деньгах, сколько оплатили ущерб. Да? Вот сколько лет прошло и ВОЗ, и ныне там. Да? А почему они... Кто это, да? По компании Алроса. В каком году? Это в 16-м. Но это же был сход оползня. Это совсем другое. Это хвостохранилище, ну, если вы зайдете и изучите, да, там почти одно и то же. Вообще не одно и то же. Нет. Вот смотрите, сейчас по Белой горе, да, по случаю Дегирки, этот случай был в 2015 году. У нас если я вам конкретный вопрос задаю. Суде ущерб длился почти 2,5 года. Они все, мы прошли все инстанции. Начиная от первой инстанции, арбитраж Республики Якутия, Чита, апелляция, кассация, Иркутск. Все инстанции прошли. И все везде устоялись. А что насчет этого вопроса? Вот по Мирному тоже, это 16 год, да? 15 год, вот смотрите, в любом случае закон об охране окружающей среды, он предусматривает, если нанесен вред компонентам окружающей среды, там процедура такая, привлечение к административной ответственности и параллельный ущерб. Что-нибудь у вас есть там по этому?
Михаил Михайлович, пожалуйста. Михаил Михаил Михайлович, слово, потом передаю слово рыбцентру, да, по рыбным и так далее ресурсам. Все равно, в конце концов, этот суд будете подавать, думаю, один из главных федеральной структуры, поэтому мы прекрасно понимаем, что, во-первых, две причины пытаются сейчас подать и общественное мнение, сформировать это дожди, огромное количество, и дачное озеро. Поэтому в этом плане, конечно, будут как бы двигать на форс-мажор, и исходя из этого, вот сумма, которую вы озвучили, она, конечно, будет существенно именно шаг. Понятно, бизнес не хочет платить за деньги. Это раз. И теперь Министерство экологии. Все-таки вот Тимир Юрьевич не стал говорить разделы методики, по которой ущерб рассчитывается. Вы министерство пока не озвучиваете, потому что я понимаю, что вы правильно, мудро молчите, потому что это будет плохо, когда 22 миллиарда превратится в меньшую сумму, тогда будет, когда Москва там что-то изменит, это будет страшно. А сейчас вы очень мудро молчите. Но вообще, в целом, какие-то разделы, блоки, методики расчета можете сказать для общественности? Потому что я примерно так представляю, в общем, но в деталях точно, чтобы люди сказали, что у нас для расчета хотя бы по рельефу Батуби имеется все необходимые доказательная база и показать, что у нас там будет успех. Потому что я так понял, что если вы проиграете, то и следующее дело у федералов вообще нет смысла рассматривать. Если там развалится, то и ваше автоматически развалится. Тогда вообще Ростов уйдет от ответственности, она вообще платить не будет. Она будет смеяться над всей нашей деятельностью. Пожалуйста, скажите, какие разделы. Здесь мое предложение не обвинять органы власти, а наоборот защищать власти этой компании. То есть сейчас материал пойдет сюда, и я призываю общественность, наоборот, поддержать органы власти и в части привилегий ищут, в части административных дел тоже. Организуйте тоже, не знаю. Нет, как раз мы для этого и собираем. По поводу методики каких-то блоков разделов общественность объясните, чтобы... Пункт 19 есть в этой методике. Методика 87. Ну, на интернете гарантии косметики. Основные блоки попросил же. Нет, ну знаете, отослать общественность к интернету — это любимая фраза, которую мой сын обычно любит говорить: папа, Google тебе в помощь, иди ты далеко лесом, да? Пожалуйста, не отправляйте нас лесом. С другой стороны, методику тут рассказывать не надо. Я думаю, действительно, мы прогуглим лучше. Расскажите. Нет, Михаил Михайлович, мы, знаете, к третьему вопросу еще не перешли, даже уже люди вопросы. К этому вопросу наших методики. Основные показатели хотя бы. Но что? Это же не закрытая. Какая примерно? Что вы там смотрите? Там формул очень много. Именно в части по разделению температур. Нет, другой не надо. По данному случаю. Нет, по данному есть пункт 19 в этой методике. Там как раз вот в результате вот аварийных ситуаций при разрыве энергетических сооружений, когда применяется водный объект, там есть пункт. Какие части? Какая именно методика, какого года? Вон, по-моему, девушка готова. 2009 года, номер 87. Сергей Ильич, по-моему, специалист готов. Ну давайте, методика не тут не будем рассказывать. Пожалуйста, давайте все-таки второй вопрос все-таки мы давайте закруглим. Пусть рыбоохрана, про методики и так далее будут вопросов очень много. Еще у нас Ростехнадзор есть. По третьему вопросу. Еще к третьему вопросу даже не перешли, а вы тут вопрос. Пожалуйста, мы даем слово Толстову Вячеславу Федоровичу, заместителю руководителя рыбоохраны республики. Еще у нас тут присутствует представитель Росрыбцентра. Пожалуйста. Добрый день. Ну, в основном все сказано. Ну, что касается нашей деятельности, нашего управления, реакции нашего управления. Так, ну, как только к нам, соответственно, информация о прорыве поступила также 21-го года, от директора блока, а официально, ну и вы 24-го насчет административного расследования. Так, и далее 30-го пришло представление прокуратуры и была организована также управление внепланового проекта распространения кадров. Да? В данный момент административное расследование продлено на 1 месяц.
потому что у нас расчет ущерба еще не посчитан. А по внеплановой проверке акт составлен и такая вопроса приглашена на составление протокола на 10 октября. Так, ну и тут хотел бы сказать, что внеплановую проверку нами для последующего расчета ущерба был включен эксперт Якутского филиала госцентра, вот чей представитель сидит, и непосредственный ущерб водным биоресурсам за утерю кормовой базы и по прочим негативным эффектам должны они посчитать по не позднее 20 октября. Вот. Не позднее 20. Да. Значит, после 20-го планируем, когда у всех будет все подсчитано, да? И у кого вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, слушай. Вы знаете, я буду говорить сейчас неприятные вещи. Дело в том, что идет вообще очень большое замалчивание проблемы, но по экологии у нас всегда так, идет замалчивание. И вот я непосредственно с местными жителями работаю, да, и они говорят, что люди сидят без воды и не могут обратиться к общественности республики, потому что местная власть, администрация, устная администрация им запрещает выходить с проблемами на... Ваш вопрос, пожалуйста. Подождите, вы, пожалуйста, дайте мне говорить. Я тут веду, а не вы, пожалуйста, не выступайте, пожалуйста, вопрос задавайте. Вопрос задавайте, пожалуйста. Значит, не могут выйти со своими проблемами к республиканской общественности. И вот, значит, местные жители Сунтара, например, неводом вытащили много рыбы, которая совсем разложилась. А между тем мы по СМИ и по каким-то вот данным знаем, что гибели рыб вообще нет. Вот, да. И, пожалуйста, ответьте, кто этим занимается, как вы проверяете, что делаете. Потому что люди-то это тоже основную пищу входит для местных жителей. По состоянию на сегодня, с самого начала аварии, да, официальная информация о фактах гибели к нам наше управление не поступало. Если есть, прошу направлять. Об этом все знают, все наши устные подразделения на местах есть, работают, но, к сожалению, ни одно, или к сожалению, или к радости, официальной информации такой не было. Если получается, даже не обнаружим, то фактов нет. То есть у вас фактов гибели рыбы не зафиксировано. Пусть документируют. Я вот поэтому и говорю, потому что я поэтому и говорю, потому что люди не могут обратиться, им запрещают, понимаете? Пусть они к вам, к народному депутату обратятся, вы представьте нас, мы им представим, пожалуйста. А они не обращаются, как я их представлю? Пожалуйста. Рассчитывается ли ущерб водной жирности на основании загрязнения тяжелыми металлами из водоемов или только на основании погибших там рыб? Нет, но расчет ущерба подразумевает несколько аспектов, да? Если зафиксирована гибель, это одно, мы в данном случае, так как гибель не зафиксирована, будем считать. Рыбохозяйственная наука, то есть Якутский филиал Центра будет считать по утере кормовой базы и ухудшению условий. Анализы для отрывки обрабатывают камерами. У нас это было значительно. Я тот раз тоже выступала, говорила, что такая рыба у нас была, которая рыба была, плавала, мы не могли выловить. А рыбу одну поймали и отправили на экспертизу, сказали, что сильно разложилась одна рыба. И результаты анализов отправили, вот даже разложенные куда-то сюда отправили Якутск анализы, и показывают, что это чистое. Но я узнала потом, что если одна рыба, это не считается. Надо много рыбы поймать, чтобы это было такого понятия одна и много рыб такого нет, но я еще раз говорю, что наше управление, уполномоченное по рыбной части, скажем так, это нельзя. К нам это рыба не поступала. И сигнала не непонятно, в Мирнинский район ездили туда. Давайте, Почему вы туда не ехали? Давайте руки поднимайте и спрашивайте, не надо бардак. Мне плана проверка была организована следующим образом. Потом ты, потом. Наши сотрудники совместно с сотрудниками Якутского филиала Центра начали
точки выше этих расположения дам, ну эти разных дам, и следом по следу 15 тысяч до юридического района. Так что говорить о том, что нас не было, не надо. Теперь вопрос все-таки в плавлении. Вы такие исследования проводите, нет? Нет. Наши сотрудники спустили фото до юридического района. И на этом пути ни одной такой дохлой рыбы не было. Нет. Владислав, пожалуйста. Если на то пошло, то сколько дохлых рыб вам нужно предоставить, чтобы вы уже начали рассматривать, подсчитывать виды всего? Мы обязаны считать даже по одной. Такого одна или много, или мало, такого понятия нет. Главное, сколько зафиксировано, погибли зафиксировать. Уже на основании этого уже подсчитывать ущерб всей водной живности. Пожалуйста, координаты его запишите, потом, если что, на него выйдете, пожалуйста, держите. Рыба, выловленная региональным значением или федеральным, тоже имеет отношение? Вся рыба относится к федеральному случаю. Это надо зафиксировать как-то, нам вести. Если я там реке, ну, возле ее поймаете. да? Я как-то это должна официально это как-то зафиксировать. Там протокол, что она именно с этого места. Именно, я думаю, Камчатку. Не, имейте в виду, вы когда идете к гибу рыбу, что ли? Конечно, надо зафиксировать местность. А если рядышком никакой там это... Ну, все равно надо, насколько возможно, зафиксировать местность. Потом заморозить и им отправить. Так, пожалуйста, потом... Когда вы будете подсчитывать ущерб, вы, насколько вот мне подсказывают специалисты, да, что вы там бентосом вот этим не занимаетесь, не чисто рыбами, да? Нет, конечно. Но бентос, это же все-таки кормовая база. Я говорю, нет, это вы говорите неправильно. Мы как раз вот, сейчас специалист досконально объяснит, так как погибшей рыбы зафиксировано не было, мы сейчас будем считать именно по утере кормовой базы. Это бентос, зоопланктон, фитопланктон и тому подобное. Когда это будет известно? Не позднее 20 октября. На всем протяжении нашей экспедиции пробы где-то зафиксированы и проходят камеральные работы. Так, Академия наук, пожалуйста, Андрей. Когда я понял, вы ущерб определяете о разовом порядке. Ну вы до 20 должны вот этот ущерб определить. Да. Ну не мы, а хозяйственная наука определит, мы определяем вид. Одноразовом порядке. Да. Вот тогда вопрос такой, ну, дело в том, что вот, если рыба заражена, допустим, да, и нужно провести, допустим, исследование, он проявляется вот впоследствии со временем, да, через год даже может появиться, да, тогда как ущерб вот этот, который появился в результате объясняю. В этой методике расчета ущерба там все это предусмотрено. Период восстановления каждого индивида там уже входит. Ну, грубо говоря, какой вид умер, какому нанесен ущерб, и период его восстановления уже. А если у вас нет фактов гибели рыбы, тогда мы будем считать по утере кормовой базы. По утере, конечно. Еще вопрос такой. Вы зафиксировали, нет, факт ухода рыбы в источник? Боковые. Как? Лучи. Боковые. Уход нет. По факту там воды рыбы вообще не стало. Нет, там есть, то есть что-то, там много рыбы, да, по-вашему? В самом Белеве. Достаточно, да? Нет, я бы не сказал. Конечно, сколько лет травится. Наоборот, последние годы рыба стала появляться. Нет, у вас... Но скажу официальную информацию. На реке Вилюй, понятно, это не да? На реке Вилюй официальных рыбопромышленных организаций никогда не было. Значит, таких масштабов, чтобы человек занимался промышленно, там нет. Это статистика. Вот что хочешь добавить, может, человек? Чадушевский, Михаил Михайлович, пожалуйста. Ну, мы понял, а вот центр, да. Я вам добавить, да, ну вот, наверное, все-таки я услышал что-то немножко по методике. Здесь было сказано один компонент, второй, третий, то есть подходы в этом плане, да. Вопросы немножко перефразируя, разовое имеется в виду, вы сейчас подсчитаете, а на самом деле ущерб рыбным это популяционный же процесс, чрезмерное количество там. Вот сейчас, например, осенью заход на нерестилище уже проблема пойдет, потом следующее. Это то же самое, как аналог. Во время Великой Отечественной войны население
не рождалась, погибала, и до сих пор мы вот эти ямы испытываем в Советский Союз. Вот нечто похожее популяционный процесс, вот Женя учился на АБКФ, знает, учился в магистратуре, знает. Это популяционные вещи в методике отражаются, потому что я знаю методики по ущербу, они всегда утрированные, всегда они не слишком умные, там, упрощенные, поэтому вот недаром глава республики сказал провести комплексные исследования научные, потому что мы прекрасно понимаем, это взвешенные вещества, они одно забивают, это химические вещества влияют на, складываются по цепочке в другом. По кормовой базе это вообще долгоиграющая песня. И поэтому он предложил минимум 3 года учитывать вот эти научные комплексные экспедиции, потому что здесь не только наука подключается, да, на 5 лет, тем более. Поэтому от ваших вот первых этих расчетов будет зависеть дальнейшие вот эти все вещи. Потому что, по сути, вот эти 22 миллиарда, это вода, по рыбным ресурсам, на самом деле, это возобновимые ресурсы, которые, когда падают, они потом могут рассчитываться. Это как бы утеря потенциальной выгоды. Есть же понятие такое? Упущенная выгода. И вот, соответственно, даже имиджевая и так далее. Сейчас уже вообще люди говорят, уже жиганскую, булузскую рыбу может вообще покупать не будут и так далее. Это ударят на, ну вот даже хоть договариваются. Ну понятно. Пожалуйста. Поэтому вот немножко учение. По методике, да. Представьтесь, пожалуйста. Бурмистр Евгений Вячеславович, Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства. Мы являемся подведомственной организацией Росрыболовства, научной организацией. Вот, мы съездили в начале сентября, брали пробы воды за планктона, за бентоза, из мест загрязнения и из мест незагрязненных фоновых показателей. Методика предполагает расчет по разности, сколько было, сколько стало. И вот эта разность потом выводится на рыбопродуктивность. Вот. Ну, в этом основная суть этой методики. Сейчас производится камеральная обработка материала, и вот до 20 октября будет уже посчитан общий ущерб, нанесенный кормовой базе, а также ущерб от потерянной рыбопродуктивности. Ну, как раз так. А вы брали где только велюры или вот тоже брали? Да, ведь веля, а сколько всего групп получилось? К сожалению, я в это время был в другом месте, я точно количество не знаю. Ну, самые рыболовные речки. Владислав, давайте руки поднимайте, пожалуйста. Не будем. Иван, у меня вопрос такой, да? Вот вы сейчас сказали, что было, что на самом деле, вот в динамике же все видно, да? Что было, что будет. Сейчас проверили просто географически в одном месте, взяли его как зафоновый и вместе загрязнения проверили. И вот на этой разнице возьмут. А до этого, перед этим загрязнением, в последний раз, у вас когда последний был контрольный замер вот этих показателей? У нас не было никогда, потому что государственным заданием у нас денег не выделяется просто. Владислав, пожалуйста. Нет, это научные фондовые. Фондовые, только фондовый материал. Если вы говорите, что рыболовство вот на Вилюе никогда не имело промыслового значения, о каком ущербе может идти речь? И вот, например, основные самые рыболовные притоки Вилюя — это реки Кюн, Кюкян, где до сих пор ловили тайменя, белую рыбу. Вот вы их проверяли? Ну нет. Я сказал, что мы просто не изучали. Сахамин Миланович заявил, что рыба сама знает, как ей это предчувствует опасность, она ушла вся в притоки, и поэтому рыбный мир никакого ущерба не понес. Он официально так заявил. Я могу сказать? Пожалуйста. 5 сентября, 5 сентября этого года было проведен научно-технический совет. И здесь было принято решение именно вот изучить бассейн реки Велик по определению последствий природных котлованов и разработке рекомендаций по улучшению экологической обстановки. И
по просьбе Министерства экологии именно Сахара Милановича полевыми отрядами составят специалистов научно-исследовательского института природной экологии Севера ЦУКУ Амосова и Института биологических проблем зоны с 19 по 21 сентября произвели отбор проб воды, донных расположений, фитопланктонов, зоопланктонов, зообентоцев, эстефана и почвы. В настоящее время пробы переданы в лабораторию физико-химических методов анализа. И эта научно-исследовательская работа будет идти согласно технического задания. Рыба ушла или нет? Рыбы они отловили, в рабочем порядке отчитывались и показывали. Действительно, есть там рыбы с отклонениями. И оно было еще и в 2014 году, и в 2015 году. И в этом году тоже это подтвердилось. Эта работа будет идти согласно финансовой поддержки фонда будущих поколений. Техническое задание в дальнейшем будет готово. Будут участвовать и Академия наук, и все конкурсы, да. Ага. И будут как раз вести эту работу все научные организации. Так, не знаю, Вячеслав Федорович, либо Евгений Вячеславович, да? Скажите мне, пожалуйста, вот взвешенные вещества в воде, да? Там плюс металл, да? Это какой вред наносит рыбам? Это вредно им? И тем, кто будет употреблять эту рыбу, вредно это? То, что вредно, это, конечно. В чем проявляется? Ну, взвешенные вещества, да? Забивается жабры? Да, самое простое, это забивается жабры. От взвешенных веществ происходит утеряние рестилищ, погибают кормовые организмы, но это самые простые. Сейчас не тот период. Не, ну понятно, но это же негативное воздействие, скажем так, на все возрастные уже, начиная от этого года и до взрослой рыбы. Если взрослая рыба еще, скажем так, может убежать, то ранее стадии наверняка... Ну, я думаю, что, в принципе, то, что вот вы с вашим научным этим товарищем вопросы поднимаете, это правильно, но это все нужно в рамках комплексной экспедиции не только сейчас ущерб посчитать, но и стратегически тоже, если ущерб будет, тоже потом предъявить. Ну, мониторинг работает. То есть, в принципе, так тоже возможно, да, предъявить? А вы можете до этого иск подать? Мы не можем, мы обязаны подать. Так, тогда давайте по второму вопросу все-таки может загрузимся. Нет, финансирование как будет? Это федералов. Ну что? У них же деньги должны быть предусмотрены. По финансированию. Какое финансирование? Нет. Пожалуйста. Последний вопрос. И переходим к третьему вопросу. Да, вкратце, Егорова Кристина. У меня вопрос вот, к двум структурам и Росприроднадзору тоже. По статье «Федеральный закон об охране окружающей среды», федеральный закон номер 7 от 2000 года, там есть статья 77, и там написано об экологическом ущербе. Как считается? Вот как раз таки по методике от 2009 года, 87, да, они считают правильно, Росприроднадзор. Это хорошо, что они так считают. Также я бы хотела спросить, они учитывали ли при ущербе эту упущенную выгоду? Там в статье 77 об этом написано. Как раз таки по рыбному и так далее. Как вы считали, вот есть там? 87-я методика, она на основании водного кодекса разработана. Не 7-го закона, а водного кодекса. Вот в федеральном законе это тоже учитывается. Но учитывается федеральный закон об охране окружающей среды общие требования установлены. Тогда вы не учитывали упущенные выгоды, да? Надо. У них Я разные считаю, все необходимо задачи. Они только внести вы считаете, корректировку если тогда вы со стороны надзора. У них свои методики, свои человека. Но я хочу сказать все-таки по возмещению ущерба у нас методики действительно комплекса нет. Комплексно нету, и они не Да, очень по хорошие. отдельности, Да, Насчитаем, учитывать. теперь все-таки я хотел бы перейти к третьему вопросу. Да? Это о принятых мерах для предотвращения в будущем подобных экологических аварий. Конечно, тут основной ответчик у нас в любом случае Алроса, но было очень много
как бы, вопросов по дамбам там, и так далее, поэтому я бы хотел слово дать заместителю руководителя Ростехнадзора, тут у меня в списке почему-то нету. Олега Павловича Олегу Николаевичу Богентовскому. Давайте я вам скажу так, что Ростехнадзор осуществляет руководитель, заместитель, да, должность какая? Начальник отдела по надзору за гидротехническими сооружениями. Ну, как раз главный человек, то, что нам нужно. Я вам скажу, что Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор за гидротехническими сооружениями согласно федеральному закону 117 о безопасности гидротехнических сооружений. Давайте скажем конкретно акционерной компании «Алроса». У нас там есть 12 объектов, на которых осуществляются мероприятия по постоянному надзору, то есть примерно раз в квартал инспектор проводит обследование по хвостохранилищам, акционерной компании «Алроса», подписывает предписание, принимает меры административного воздействия. Далее, вот по конкретно этому объекту, про который мы сейчас говорим, этот объект не был зарегистрирован в государственном реестре, и надзор на ним Ростехнадзором не осуществлялся. Почему? Он зарегистрирован. Я вообще бы хотел сказать, 28 августа у нас прошла встреча с общественниками, с представителем «Алроса» и с вашим руководством. Кстати, Ростехнадзора там не было. И мы по итогам этого подписали протокол, где написали подписание письма, в том числе и вам, о том, чтобы вы и главе республики, и нашему руководителю федеральному, о том, чтобы провести внеочередную проверку всех объектов, гидротехнических объектов. Дошло до вас это письмо? Письмо дошло, но вы поймите правильно, что провести проверку всех гидротехнических сооружений в республике Саха-Якутия, надо иметь основания, это раз. Просто как прийти на, вот как сказал наш мой коллега. Основания у нас есть 294. Авария. Нет, у нас понятно. есть, а в основании понятно. есть авария акционерной компании «Алроса» на конкретном объекте. Да? Если у нас, кроме «Алроса», эксплуатируют гидротехнические сооружения 7 или 8 предприятий, то есть других собственников, чтобы к ним прийти, надо какие-то основания иметь. 294 закон не предусматривает, что прошлая рекламная проверка провести. Ну, я, насколько понимаю, в компании «Алроса» таких объектов очень много, и вы с ними-то уже, наверное, не один день работаете. Я думаю, вы обязаны проверять, показывают они вам объекты или не показывают. Вообще, зачем вы нужны, если вы не можете проверить весь объект, стоит он на учете или нет? Да, можно? Сейчас, подождите. Я объясню. Давайте посмотрим, что как-то так, какие обвинения выдвигать. Надо прочитать федеральный закон 117, где четко прописано, собственник должен предъявить объект для контроля и надзора, внести в него в регистр. А ему выгодно, если не предъявлять? Да, не предъявлять. Не, ну, это обязанность собственника предъявить объект. А если он не предъявил, нельзя его оштрафовать? А как? Но мы не полиция, надзорный контрольный, то есть мы не... надзорный контроль. Понятно, надзор на объектами, которые зарегистрированы в установленном порядке. Нелегальный предприниматель. Себе работает, налоги не платит нормально. А кто легально, его же штрафуют за неделю. Это же, извините, то же самое дебилизм, идиотизм. Мы федеральный закон уже обсуждать здесь не будем, правильно? А почему нет? Мы Общероссийский народный фонд, вообще-то федеральная структура, и нашим лидером является Владимир Владимирович Путин, и как раз одно из направлений, вот, то, что вышли майские указы, не только там контролировать выполнение, но и вносить предложения. Мы по Лесному кодексу уже думаем, какие предложения. Вот Андрей Иннокентьевич тоже по федеральным законам в том числе. Поэтому, если необходимо, мы такие предложения сформулируем. Не надо говорить, как вот наш представитель Росприроднадзора, я федеральный чиновник, вы меня не контролируете. Мы контролируем всех. Как сказал Валерий Лютый, Общероссийский народный фонд – это контролирующая структура, контролирующая структура. То есть вас всех. Пожалуйста, вопрос. Да, у меня вопрос к Егору Кристина. Как раз таки давайте поговорим. Обсудим этот федеральный закон 117. Я тоже это читала, изучала, потому что я родом из села Верхнеулюск, я закончила Верхнеулюсскую гимназию, я закончила Санкт-Петербургский горный институт имени Плеханова. Я знаю законы,
И я хочу там сказать, что там есть статья 5, да, полномочия органов исполнительной власти. У нас вот сейчас все органы исполнительной власти и общественности тут собрались, и мы сейчас обсуждаем именно этот вопрос. Давайте мы тогда сейчас резолюцию напишем, обращение в Ростехнадзор о внеплановой проверке этого объекта. Там есть уже статья 5 о том, что это федеральный закон должен исполняться, и там орган Ростехнадзор должен контролировать все ведения гидротехнических сооружений, которые он в этом регионе руководствует. Поэтому это важная часть. Я считаю, что надо услышать. В протоколе это есть уже. Вот, кстати, у меня вопрос статья 5. Вот, произошла авария, да? Разрыв дамбы. Вот когда уже произошла, вы можете контролировать вот это гидротехническое сооружение, то есть дамбу, вот, Алроса, на которой не зарегистрированный объект, вдруг происходит авария. Как контролировать аварию? Есть там, вот давайте я... Мониторить там, не знаю. Можно я скажу? Вообще, отношение к этому имеете? Нет, сейчас моя жуть. Дайте слово девушке. Да, дайте досказать. Значит, вы сейчас вот то, что авария произошла, вы не контролируете практически, да, получается? Не имеете отношения? Объект там не под контролем, не зарегистрирован в установленном порядке. То есть вы никакого отношения к этому не имеете? Там классификация другая просто. Давайте я объясню, давайте секунду сразу, чтобы на все вопросы. Нами была проведена внеплановая выездная проверка компании «Ларосы» по конкретно к этому гидротехническому сооружению. Было выдано предписание, выдано нарушение, акционерная компания «Ларосы» привлечена к административной ответственности. Установлен срок исполнения предписания это до 15.02.2019 года. Далее. Я объясню, давайте я вам зачитаю, чтобы были понятны, где были выданы. Не проведено декларационное обследование ГТС. Не обеспечено внесение в регистр сведений о ГТС. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности гидротехнических сооружений. Это чисто по этой, которая авария? Да, или по всем? Нет, чисто авария. Не проведен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в результате возможной аварии на гидротехнических сооружениях. Значит, вы можете... Все-таки признали гидротехническое сооружение? Подождите, мы еще объясню. Чтобы вы знали, гидротехническое сооружение есть 4 класса. 4 класса опасности гидротехнических сооружений. Первый класс это объект постоянного надзора, то есть там никаких согласований не нужно, делаем график, приходит, когда захочем, согласно графика. Это данное гидротехническое сооружение, согласно проекту, является гидротехническим сооружением 4 класса опасности. То есть она... Низкая опасность, да? Самая низкая опасность, да. Можно вопрос? Нет, можно Олег Николаевич, вот сейчас вы перечислили, что им сделать предписание на... то есть вы усмотрели какие-то нарушения в этой компании, вот чисто по конкретной гидротехнической сооружению, правильно? Да. Насколько я, конечно, не специалист, но простая логика мне подсказывает, что когда я, как Ростехнадзор, принимаю дражный полигон, я предполагаю, что этот дражный полигон, он технически предполагает гидротехнические сооружения, правильно? Я ничего не говорю, правильно, вы говорите дальше? Нет, я вот, вот. И у вас, когда вы вот этот полигон принимаете, этот объект вы принимаете от себя, вы подразумеваете, что этот объект с собой, в себя включает эти дамбы, гидротехнические сооружения, там 4 класса, да? Вот. Вы когда в момент, когда вы принимаете вот этот объект, понимаете, он не 1 класс, там, не 2, не 3, да? Он 4 класса, ладно, я признаю. Но когда вы их принимали, там какие-то требования к этим гидротехническим сооружениям, вы в комплексе, когда принимаете этот дражный полигон, у вас есть или нет? Подождите, вы вообще, дражный полигон, это объекты горного надзора, да? Горного надзора. Нет, хорошо, пусть объясняют. Объекты горного надзора. Вы сейчас вот как-то все утрируете, да? Я маленько вас не понимаю, что вы хотите сказать, честно сказать. Нет, я спрашиваю, я не хочу сказать. Я спрашиваю, вы отвечайте просто. Я не понимаю, что вы хотите сказать. Нет, я не хочу сказать, я спрашиваю. Как этот объект принимается? Вы даете разрешение на дражный полигон? Объясните на вашем, на собственном языке, он просто спрашивает на своем. Какой на собственном языке? Мы не принимаем в эксплуатацию такие данные объекты, понимаете? Не принимаете. Надзор это кто делает? Ростехнадзор делает. Я не могу сказать, понимаете, я
контролирует гидротехническое сооружение. Вы не как представитель Росэконадзора, вы как представитель своего дела, да? Нет, подождите, как отдел. У нас вопрос об аварии на гидротехнических сооружениях. Правильно? Горный контроль кто делает? Входит в состав. Это Росэконадзор делает или нет? Росэконадзор. А вы представитель Росэконадзора или должен быть другой человек отправить сюда? Ну вот отвечайте за это не мое. Не моя. Подождите. Я понимаю, вы очень хорошо начинаете говорить, какие-то на словах не хотите поймать. У вас не получится. Я еще раз повторяю. Объект не принимается на эксплуатацию Росэконадзора. Не вы регистрируете его, вы... Что регистрируете? Ну, он у вас в реестре. Объясняю. Я только что вам рассказал, что любой объект, да, собственник подает на регистрацию. Если его не подал на регистрацию, как мы можем узнать, что этот объект действует? То есть нелегально это было, да? Если гидротехническое сооружение не зарегистрировано, значит нелегально. Не, а вы можете оштрафовать, если... Вот я захотел себе даму построил, да? Вы можете меня оштрафовать? Давайте скажем так. Например, проводится плановая выездная проверка в акционерной компании, например, в отношении акционерной компании «Алроса». Если в процессе проверки был выявлен это данное гидротехническое сооружение, на ней будут приняты меры. То есть будет выдано предписание, и этот объект будет, то есть выдано предписание, чтобы заставить акционерную компанию «Алроса» зарегистрировать объект в установленном порядке. Вы это сделали, да? Вы же предписание делали? Значит, они их не видели просто. А как вы считаете, это гидротехническое сооружение должно было поставлено быть на реестр? Иван Валентинович, давайте вы... Я второй вопрос задаю. Объясняю. Я как могу сказать, что понять, какого класса это гидротехническое сооружение и подлежит она учету или нет, она должна пройти преддекларационное, преддекларационное обследование, чтобы определить класс опасности, и подлежит она учету или нет. Мы им выдали предписание, чтобы определить класс опасности. Хорошо, вот это хорошо. Когда они должны вам ответить? Я рассказал, 15.02.2019 года. Насколько я Он знаю, потом вы. данное гидротехническое сооружение имеет класс опасности первый. Четвертый, точнее, да. И есть критерии, которые определяют классификацию опасности. И получается, там есть один критерий, который подразумевает возможное количество пострадавших последствия аварии. И получается, четвертый класс опасности, это там количество менее 100 человек. Возможное количество пострадавших менее 100 человек. Получается, первый класс это более 1000 человек. Вопрос. Ну, почему данному объекту присвоен именно такой класс? Подождите. Это я не сказал, что класс присвоен. Согласно проекту, который был разработан на это гидротехническое сооружение, да, там он был согласно проектным данным дан 4 класс. Согласно бумажке, который, да. Проект есть. Значит, проект есть, да? Проект есть. Проект ГТС, но не поставлен. Пожалуйста, вам. Я вопрос тоже. Егорова Кристина. Вот насчет федерального закона 117. Мы узнали, что была проведена проверка внеплановая, было, значит, выдано предписание до 2019 года, 15 февраля, да, о том, чтобы они заключили реестр и зарегистрировали паспорт именно ГТС сооружение. Пока этого нету, я считаю, есть там статья 5, вот запишите, статья 5, полномочия органов исполнительной власти. Там есть несколько пунктов. Основное вот это ограничение условий эксплуатации до ликвидации последствий аварии. Я считаю, что это актуально и необходимо Ростехнадзору написать рекомендации о ограничении этой эксплуатации, пока они не внесут в реестр и не предъявят паспорт ГТС. Любое приостановление деятельности, незаконно, это не санкционировано. Любое приостановление деятельности объекта осуществляется через судебные инстанции. А вы же инициатор представителем можем. А вы начали эту работу? Давайте порядке. Я просто хочу вас спросить, вот вы сказали, что вы проверили этот, да? Предписание написали. Вы написали предписание, чтобы они поставили на учет данное гидротехническое. То есть вот это решение есть, да? Вот видите. Давайте, смотрите, мы дали предприятию предписание, дали срок. Если предприятие до этого срока не выполнит, будут же приниматься меры другие воздействия. Вплоть до перестановки эксплуатации гидротехнического сооружения или другие меры административного воздействия. Иван Андреевич, то есть вы хотите сказать, что все-таки оно будет поставлено на учет, да? Давайте скажем так, какое будет предоперационное обследование, какой будет класс опасности на этого объекта закреплен.
Это делает комиссионный. Это понятно, это уже второй вопрос. То есть оно будет зарегистрировано как гидротехническое сооружение. У вас сейчас есть планы приостановить? Нет. Так это незаконное сооружение. Давайте руки поднимайте. Михаил Михайлович, пожалуйста. Все-таки вот насчет горного надзора, я понимаю, что вы тут ГТС отвечаете, горный надзор тоже делает Ростехнадзор. Можете назвать нам сейчас публично отдел, название, руководитель, который горный надзор осуществляет? Раз. Конкретно вас интересует, есть Западно-Якутский горно-технический отдел, который находится в городе Минске. У нас протоколируют? Надо, чтобы фамилия была. Западно-Якутский горно-технический отдел. Сейчас я скажу. И еще второе. Вот получается, предыдущая проверка, которая должна была смотреть проекты, говорить поставлено, не поставлено, она была проведена не очень качественно. Нет, вы неправильно говорите. Подождите. Как не очень качественно? Ну, потому что оказалось нелегальные ГТС при наличии проекта ГТС. Как наличие? В эксплуатации. Понимаете? Ну, нет, очень логично. Нелегальные вы признали ГТС при наличии проекта ГТС, которые провелись. Подождите, мы в процессе неплановой выездной проверки нам был предоставлен проект. При предыдущей обычной плановой проверке, которые вы должны были проводить согласно обычным процедурам, которые по времени, потом после этого сейчас выявляются нелегальные ГТС при наличии их проекта. Что-то вы как-то не так, я вас не понял. Что вы четче объясняйте, какой проект объясняю. А люди поняли. Подождите, давайте так скажем. В процессе внеплановой выездной проверки, да, нам вот предоставлена необходимая техническая документация. В этом году. Да. Когда была внеплановая выездная проверка по факту аварийной ситуации. Вот. Где был представлен проект на данное гидротехническое сооружение. Которое потом оказалось не зарегистрировано и нелегально. Ну, нелегально не будем говорить, а которое было не зарегистрировано, установлено. Значит, она нелегальная. Все ясно. Незаконная. Этот проверка, она была не очень качественная. А когда последний... Нет, у меня нормальная логика. Человек, который имеет мозги. И получается, предыдущая проверка, при всем нововвождении, она была проведена. И вот, когда нам 27-го сказали, Ростехнадзор, что 4 ГТС, которые вот все прорваны, они были не зарегистрированы, понятно, что вина 200% АК Роса, которая, получается, или обманывала вас, или что-то делала, не поставила. И знаете, получается, уважаемый, вот я обращаюсь, это я вот, представитель Ростехнадзора, могу работать великолепно сам. Я приезжаю в Алрос и говорю, дайте мне бумажки, ага, ну все дали, хорошо, ну я расписываюсь, я поехал обратно. Все, вы мне подсунули любую туфту, я ее взял, я не проверяю этой штуки. Зачем? Вы же обязаны мне там прислать на регистрацию. Когда вы не представляете, я вообще эти бумажки могу не читать. И великолепно, не нужно иметь ни высшего образования, ни технического, ничего. Это любой человек с улицы может прекрасно подписывать и получать. В этом плане горный надзор, мне вот то, что вы назвали, мне очень-очень нравится. Надо, видимо, тоже написать, чтобы проверка была по технадзору и предыдущая проверка, насколько она была квалифицирована. Получается, Алроса техническую безопасность это свою нарушает и на шахте Мир, и на где угодно, и на своих дамбах, и на собственном месторождении. И вообще они экономят огромные деньги, потому что если бы они поставили на учет, они должны были их обслуживать по нормативным стандартам. И они выходят на вас, деньги экономят. И вы молодцы, что вы молча глаза закрываете и подписываете все, что нужно. И прекрасно это происходит. Сейчас некорректно говорите. Я отвечаю... Очень некорректно. Вы как-то понимаете... Я очень грамотно и логично. Во-первых, здесь идет какой-то непонятный накат, извиняюсь за выражение, на федеральной органы исполнительной власти. На контролирующие органы. Это ваша обязанность. Вы обязаны работать. Если вы хорошо работаете, вы бы это не делали. Дам работает 60 Когда были 5 сентября на Иреляке, потом как раз на месте дам, замдиректора ГОК нам объяснил, что эти подобным образом вот эти плотины, дамбы, они используются с 60-х годов. Они передвигаются по реке,
строят такие насыпные песчаные дамбы, которые в документах 66-го года такие дамбы называются фильтрующими. Они на самом деле ничего не фильтруют, просто удерживают воду. Вы их не проверяете, потому что они указаны только в рабочем проекте проведения промывки алмазов, да? В их проекте только. А вот то, что они удерживают, эти дамбы, вы их проверяете? Содержимое этих дражных полигонов, которые удерживают эти дамбы. Какая там вода? Мы не проверяем, мы не занимаемся экологией. Тогда вы только эти плотины только проверяете. Надежность строения. Мы проверяем надежную и безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. А вот техническое состояние. в 60-х годах там строились вот эти песчаные дамбы, которые никакой гарантии не давали, что они спасут там от наводнения, от дождей или от своих внутренних каких-то технических катастроф. Вот. Вообще тогда оказывается, как это нужно. Если Алроса не устранит нарушение до 15 февраля, какие ваши дальнейшие действия? Дальнейшее будет наложен штраф и... В каком размере? 1 миллион рублей. Сколько? Миллион. За неисполнение предписания. Будет выдано второе предписание, будет указано еще срок. Если дальше не выполнить, будут поданы документы на дисквалификацию ответственного руководителя. А срок устранения второго предписания? Минимальный будет, месяц-два. А потом, и все на этом заканчивается. Потом, если предписание будет не исполнено, будут поданы документы на дисквалификацию руководителя. Дисквалифицировали, и все на этом закрывается. Как продолжение? Уточнение. То есть получается, до 15 февраля Алроса должна поставить на учет. Разработать декларацию безопасности и поставить на учет Должна быть присвоена уже классификация класса безопасности. Понял, спасибо. Ну, значит, хоть что-то хорошее, пожалуйста, потом вас. У меня еще вопрос вот, Ростехнадзору. Насчет вот Владислав Коротов спросил насчет давности ГТС, да, 60-х годов. Необходимо проверить сроки паспорта ГТС. Может быть, у них истекли сроки и надо обновить вот это, да? Это первое. И второе. Я бы хотела рекомендации внести, чтобы рассмотрение срока подписания Алроса не до 15 февраля 2019 года, а до ноября или до декабря, потому что это ущерб здоровью, это вред здоровью наносит. Пока они там что-то делают, необходимо в короткие сроки предписание это укротить. Это здоровье населения в первую очередь. Пожалуйста, внесите вот это в протокол, чтобы они рассмотрели сроки и укоротили сроки. Спасибо. Декларация безопасности, она составляется комиссионно. Значит, давайте я скажу. Значит, согласно федеральному закону, вот 117 статьи 5, есть органы, полномочия органа исполнительной власти. Там написано, что ограничение эксплуатации ГТС. Значит, давайте ограничим эксплуатацию то есть пока они не сделают декларацию, пока они в реестр не сделают. Вот это не устранят свои документации. Ограничение эксплуатации. Спасибо. Пожалуйста. У меня вопрос. Вы сказали, что в реестре эти ГТС не стоят, вот сейчас, которые, да, вот эти дамбы. И, значит, сейчас они в каком состоянии? Вы проверяли или не проверяете? Из-за того, что их нету в реестре. Они же проверку провели. Нет, они не проверяли. Нет, но он говорит, что... Проверили? Проверили? Нет, не проверили же. Проверили в августе. Предписание написали. Давайте скажем так. Если объект не зарегистрирован в установленном порядке, мы надзор за этими гидротехническими сооружениями не осуществляем. Не проверяли. Нет, конечно. Сейчас мы провели, я еще сказал, мы провели внеплановую выездную проверку. Он говорит, что проверили. Но ГТС не проверили. Его же нет. Его же не зарегистрировали. Затребовала прокуратура республики. Да, кстати, проверяли его все-таки или нет? Можно сразу? Планово? Не планово, да. Гидротехническое сооружение, которого нет, проверяли. Сказали же, что давайте я скажу. Я же вам уже пятый раз объясняю. Объясняю, уже еще раз говорю. Вы внимательно. Подождите, послушайте внимательно. Послушайте внимательно. Это объект гидротехническое сооружение, и Ирляцкая россыпь, да? Она не зарегистрирована в установленном порядке. Если объект не зарегистрирован, мы не осуществляем надзорно-контрольные функции по данным объектам.
А что вы проверяете? Нет, то есть, видите, что была авария, вы провели внеплановую проверку данного объекта. Не зарегистрировано. Да, не зарегистрировано. А она выплыла. Авария произошла. Провели проверку. Все. Это временное гидротехническое сооружение. Ага, хорошо, дальше. Все. Выдали подписание. Подписание о том, что вы его зарегистрировали. До февраля месяца, пожалуйста, И еще второй вопрос. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вы зарплату получаете из бюджета, да, как я полагаю? Ну, естественно, федерального. Значит, вы стоите на страже значит, здоровья и безопасности жителей республики. Значит, вы, само собой разумеется, что вы должны быть, если даже в вашем там какие-то не должны формально относиться к этому-то вопросу. Вы сейчас сидите и себя обиженку строите, говорите, то награды какие-то, то эти, ну как это так-то? Вы должны работать с общественниками. Это пожелание депутата Государственного собрания. Вы должны работать с общественниками. Вот Министерство охраны природы работает. Надеюсь, что Роспотребнадзор тоже общественный совет будете у вас делать. Да? Я вас очень прошу, вы тоже себе сделайте общественный совет и работайте с общественниками, чтобы вот таких проблем не было, чтобы вы не говорили тут и сидели, обижались, что... Да. 60 лет не проверялись. Да. Общественный совет. Маленький комментарий. На самом деле, вот информацию о состоянии ГТС, их сделали, их не сделали, обещала Алроса 28-го на собрании, что до 8 сентября они должны восстановить. И на сайте... Дамбу восстановили, да, не зарегистрировали. Не, вот дамбу просто перекрыть эту... И я вот узнал информацию о проверке состояния гидротехнических сооружений, когда Заровняев Яков Иванович на сайте проверку поехал. И тут я вообще удивляюсь. Вообще республиканский чиновник в области экологии, которому вообще на самом деле на территории Алроса вообще могли не пустить, он их проверяет, ГТС. Вообще вот эти товарищи работают больше, чем надо, и вообще, как мягко выражаясь, любой дырки затычка не становится. Потому что мы их гоняем, потому что мы общественный совет, и они приходят и смотрят, ГТС восстановилось, не восстановилось. У меня вообще в шоке. Зачем Яков Иванович это делает? Зачем он вашу работу делает? Я бы ему, как начальник, запретил ехать, заставил бы вас это делать. А теперь мне придется. И еще, я знаю, что они своих инспекторов там гоняют, чтобы они к ним ходили. Даже попросили, чтобы вот блогеров пустили туда, в Алроса, тоже Министерство экологии попросило. Поэтому в этом плане. И еще у меня вопрос, вот уже, Сергей Ильич. Экологическая экспертиза, когда проходит, она состоит из множества этапов, в том числе визирующих структур. Ростехнадзор, наверное, тоже завизировал, да, это экологическая экспертиза, которую, конечно, Москва проводит, не вы. Вы получаете в готовом виде ее, да? Наверное, Ростехнадзор это сделал. И получается, экологическая экспертиза по проверке предыдущей качества гидротехнических сооружений, это вообще была тоже неквалифицированная экологическая экспертиза. Поэтому не кажется ли нам, уважаемые, что надо поставить вопрос о проверке качества экологической экспертизы, которая была предыдущей по этому месторождению? Пускай проверит качество комиссии, там, какая процедура была и возможно ли повторная экологическая экспертиза после такого аварийного случая. Вопрос. Закон, федеральный закон о экологической экспертизе, 174 там, статья 11, осуществление федерального экологической экспертизы. На сегодня по действующему законодательству Роспотребнадзор осуществляет рассмотрение проектов в части только обращения с отходами. Ни атмосферы, ни воды, ни других компонентов мы не помним, только отходы. То есть вот тех проектов, которые заработал в компании, мы рассмотрели в части экспертов. А экспертами у нас выступают только нештатные эксперты, не сотрудники управления. То есть научное учреждение, представители, общественности и так далее, они являются нештатными экспертами. Мы понимаем, но да, все-таки... И вот сама экспертиза, она проходит, сам проект проходит государственную экспертизу. Да, там есть раздел оценки воздействия на окружающую среду. Это в рамках государственной экспертизы. Это федеральный уровень, региональный. Экологическая экспертиза только мы рассматриваем в части обращения с отходами.
Да, Всё. раз уж вам задали вопрос, давайте я... Вот я имею в виду не вас конкретно, вообще. Государство провело экологическую экспертизу. Можем ли мы инициировать Народный фронт, Общественная палата, кто угодно, проверку качества экологической экспертизы и там принять решение по этой ситуации, чтобы раздали там по полной, кому положено, кто принимал, кто подписывал эти штуки, потому что техническая эксплуатация оказалась под вопросом. А Алроса, мягко выражаясь, подсунула в экологические экспертизы туфтовые документы, которые закончились тем, что сейчас произошло. И в этой ситуации мы просто вас спрашиваем совет, без ссылки на вас, не дай бог. Ну, напишем, что мы сами, вот умная Ирина там нашла в интернете, Google помощь, Кристина, и мы напишем, мы организуем общественность, мама не говорю, вон сертификатов поднимем, они там с вилами, лопатами выйдут и много чего сделают. Подскажите нам, пожалуйста, вот это выключите эту контору, она уже заколебала нас, потом еще выставит. Ваня, ты случайно не написываешь для Томусова там мягко выражаясь? Или вы только по факту можете действовать? Нет, здесь как раз вот отмеченный закон усматривает именно профилактические мероприятия. То есть мы организуем там семинары, публичные мероприятия, рейдовые мероприятия. И все это в соответствии в рамках закона. Ну, я почему говорю, да, у Алроса на самом деле таких объектов потенциально очень опасных на самом деле очень много. И я думаю, пора уже взяться за то, чтобы там, не только дражные, там те, которые вот, хвостохранилища и так далее. Что вами это делает, для этого делается? Или вы не планируете? Вот два вида надзора. Я понимаю, но... Плановая проверка, неплановая проверка и рейдовая. Вы планируете проверку вообще Алроса вот этих объектов всех? Вдруг там... Плановая проверка один раз в 3 года. Я понимаю, но планируете ли вы вообще в перспективе проверить объекты Алроса в связи с неплановым? Потому что не обязательно этот объект, там может быть еще где-то выстрелили. Это же бомба. Подобные ситуации, да, они являются основанием для формирования будущего плана. Ну вот, то есть вы планируете, да? Хорошо, пожалуйста. Любое обращение, да, можно инициировать, да? У меня вопрос Олегу Николаевичу. Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, вот, допустим, те недропользователи, которые получают лицензию, да? Вот, например, по добыче алмаза по Ильярскому месторождению. Там не подразумевается ли использование гидротехнических сооружений в самом начале? И у вас плановое это сразу с самого начала при получении лицензии, как-то плановое это вот не ставится график проверки и так далее? Я не могу ответить на этот вопрос. Ну, скажем, это нелегальный КТС, они их не контролировали. Ну, нет, когда слаженная работа получается. Нет, как бы имеется в виду, когда получали лицензию, да. Требовалось это такое? Это же экспертиза. Ну, это же подумать-то все равно подразумевает. Экспертиза же была, она туфтовая получалась. Нет, правильный вопрос на самом деле, потому что любой объект, который, промышленный объект, который вступает в эксплуатацию, он должен получить согласование, в том числе и Ростехнадзора. Совершенно правильный вопрос. Я понимаю. Ну, другой раз подразумевается. И вы должны были планово или как-то не планово. То есть, в принципе, у вас полномочия-то есть, и понятно, что там дамба будет. Правильно я говорю? Правильно. Иван Валентинович. Олег Николаевич, вот мы здесь сидим, все такие беспокоимся, да, нашу природу там погубили. Я понимаю, что мы сейчас сидим, портим вам настроение, да, по какому пустяковому для вас моменту. Вы проверили, согласно этой аварии, вот именно этот объект, правильно? Правильно. Только этот объект. Но мы знаем, как вы сказали уже, есть еще другие объекты. И нас, вот простите нас, но нас опять-таки беспокоит, да? Мы не хотим, чтобы это повторилось. Что нужно сделать, чтобы ваша структура начала работать и проверять вот эти объекты? Что мы должны сделать? Вот нас, Общероссийский народный фронт, да, который на уровне президента России, эту информацию до них тоже дойдет, да? Что мы должны сделать, чтобы вы начали работать, проверять вот эти объекты другие, которые вы еще не проверили, потому что аварии на них еще не произошло. Ежегодно происходит. Не зарегистрированы, да? Да! Да, любые. Надо, чтобы хотя бы о них информация была, что эти объекты эксплуатируются. Кто вам принесет ее на клювике? Нет, тут сказал, что предприятие само должно ему приносить. Но оно не принесло. Теперь что?
дальше будет. Да они безоружны. А если общественники предоставят такую информацию? Если информация будет, мы организуем неплановую проверку. Тогда, то есть, давайте, ребята, приготовим какую-то информацию для них, чтобы они потом не говорили, что мы не знали. Подождите, давайте скажем так, если будет информация от общественной организации, да, от какого-то гражданина или от предприятия, что какая-то, например, производит эксплуатацию гидротехнических сооружений, которые мы организуем неплановую проверку, то есть согласуемся с прокуратурой республики. Да что вам еще надо? Произошла страшная авария на несанкционированной дамбе. Это уже сигнал для того, чтобы проверить деятельность этой компании по всем сооружениям, которые у них действуют. Все. Это для нас самый главный первый сигнал. Я как раз перехожу к тому, что... Нужно им письменно написать. Михаил Михайлович, давайте письменно. Давайте не будем перебивать друг друга. А? Дело в том, что на самом деле такое письмо уже ушло в протокол Всероссийского народного фронта, который вы сказали, что мы не можем проверить. То есть вы говорите сейчас, что вы можете проверить. Официальный документ, подписанный руководителями Народного фронта, у вас имеется, а вы говорите, что вы не можете проверить. А сейчас говорите, что можете проверить. Пожалуйста. Нет, потом. Сергей Гаврилович, такой же вопрос, как Олегу Николаевичу. Если по вашему описанию колоссе нарушение не устранится, срок по Приостановление, к сожалению, выходит по неуполнению. Такой санкции только что. Часть первая, часть 15. У меня последний вопрос. Александр Витальевич, да, я бы пожелала, чтобы в следующем заседании приняло участие Министерства промышленности, Республики Саха-Якутия. Потому что я как эколог, да, знаю законы, вот как сказала, правовые основы. Есть закон о недрах. Там написано, что необходимо, раз добывают, значит нужна лицензия. Бывают лицензии временные до оценки запасов. И есть лицензия постоянная на 10, на 15, на 20 лет. Да? У них еще должен быть проект оценки запасов. В проекте и в лицензии есть экологический раздел. Вот, надо необходимо это посмотреть. Кто выдавал, подождите, лицензию? Я вас понял. Можно подождите. Я вас понял. Я вас понял. Можно отозвать лицензию. Можно отозвать лицензию. Можно отозвать лицензию, как это было в 95 году. Я вас понял, не надо меня перебивать. На следующее заседание мы пригласим председателя правительства. Даже, может быть, Арсения Сергеевича. А то, что вот вы говорите, да, про... Приостановление лицензии. Предоставление лицензии. Это как раз вопрос, важнейший вопрос, который мы должны поднять и все поддержать. Это вернуть принцип двух ключей, чтобы лицензию давал не только Роснедра, но и регионы. Потому что этот вопрос касается не только нас, это многих регионов касается. И этот вопрос мы должны, вот этот важнейший вопрос мы должны поднять, потому что регион на самом деле не имеет рычагов воздействия ни на кого, на федералов, кроме ОМФ, пожалуй. Поэтому совершенно правильно говорит. Да, и такой опыт был, я хочу сказать, в 1995 году было приостановление временной лицензии на Калроса, было нарушение закона о земле, я это прочитала в книге Архипова. Давайте не будем. Это было уже. Мы знаем, тогда был принцип двух ключей. И вот этот принцип, правильно вы поднимаете, вот наша важнейшая задача, вот этот, создать мнение, чтобы был принцип двух ключей. Пожалуйста, Сергей Гаврилович. У меня вопрос Олегу Николаевичу. Скажите, пожалуйста, почему именно 15 февраля 2019 года паспорт Я вам скажу, понимаете, декларационное обследование, она составляется, надо пригласить специалистов экспертных организаций. Потому что у нас в республике таких специалистов нет. Они будут приглашаться с центральных регионов Российской Федерации. А надо будет проверить, что там будут участвовать представители экспертных организаций, представители Ростехнадзора, представители эксплуатирующих компаний. Это будет все
делаться в акте, это все рассчитываться, это просто на это уйдет время, месяц-два. Расстояние большое, пока дают. Там расчеты есть, определенные расчеты, понимаете, то есть тоже не так, что быстро. Так, теперь у меня все-таки по проверкам. Вы один раз сказали, что все-таки внеплановые проверки вы будете проводить или не будете, потому что у вас уже есть протокол ОМФ, согласно которому мы просим проверить все зарегистрированные и незарегистрированные гидротехнические сооружения на территории республики. Хорошо. Я вам объясню. Давайте, чтобы ОМФ мы можем предоставить всю информацию, вот что сейчас за 9 месяцев Ростехнадзором проведено 12 проверок гидротехнических сооружений, расположенных на территории Республики Саха-Якутия. 12 проверок. Зарегистрированных. Да. Выявлено 30 нарушений. Привлечено к ответственности 4 юридических лица и 10 должностных лиц. Мы можем вам всю эту информацию предоставить, и, во-первых, вся информация есть на нашем сайте, где проверки мы проводим. А мы вам список гидротехнических сооружений сделаем и вам направим, чтобы Это вы их проверили. Надо вам делать этого списка, они обязаны сами это все. Они не собираются. Нет, согласно письма вашего, говорит, будем же. На территории Республики Саха-Якутия 48 гидротехнических сооружений. Не надо про всю республику. Речь сейчас идет конкретно о гидротехнических сооружениях А компании Урус- АК. Только об этом сейчас речь идет. 48 гидротехнических сооружений. А Зарегистрированы. Иван Валентинович, давайте не надо перевод. Зарегистрированы они? Да, все зарегистрированы. А они зарегистрированы? Не-не, а из 48 Алуруске сколько принадлежит? Я на скидку не скажу, штук 11-12. Там просто хранилище на кабине жидких Это бутылок. только официальных. Поэтому он на основании вашего письма должен, они как бы должны инициировать проверку всех объектов на предмет наличия несанкционированных гидротехнических сооружений. Это же вы можете сделать на основании письма ОМФ? Можем. А они уже письмо отправили вам, и вы уже получили. Письмо мы направим, но на основании вашего письма мы направим письмо в прокуратуру, то есть согласование, чтобы провести проверку. Так, просто... Конечно, как же Я имею в виду, что вы тогда письмо направите, где будет указано зарегистрированное гидротехническое сооружение и не зарегистрированное. Нет, не зарегистрированное. Я подожди. Мы зарегистрированы как, мы их не знаем. Олег Николаевич, а вот выполняют ли эти сооружения свое предназначение, вы можете проверить? Например, хвостохранилище фабрики номер 3 говорят, что оно никак не сообщается с этими с водными ресурсами, с речками. А между тем вот сразу за этим водоемом хвостохранилища там проходит речка. Там ручей мимо проходит, речка Чуналы. Да. Чуналы, где расположена база отдыха. Все хвостохранилища расположены на речках, в руслах. А вот поступают ли в реку отходы из этих хвостохранилищ, вы можете проверить? Ростехнадзор экологии не занимается. Так, у кого еще вопросы? Выполняют ли они свои технические? Пожалуйста, как-то, да, Олег Николаевич, ну, ответы вопросы очень ошарашивают немножко, да. У меня вопрос такой, дальше идущий, да. Сколько вы проектов горных технических сооружений отклонили, да? Отклонили. Сколько? За какой-то период? Или вы такой работой вообще не знаете? Согласование проектов? Это такая функция ушла. Давно. Есть объяснение? У нас Гортехнадзор, я знаю, вот ситуация, да, когда прокурор допускаешь, если там лестницы нет, и пока у вас... Горный отвод, проект горный работ, да? Да, нет. Маленько я вас понял. У нас есть отдел горного надзора, я уже сказал, они согласовывают. И горный надзор такие вот проекты не смотрит, ничего? Я не могу комментировать. Вот поэтому я и... Это авария в прошлом году, это... Так, еще вопросы, пожалуйста. Кто? Ну, слава Богу, наш... пожалуйста, Михаил Михайлович. У меня такая маленькая. Вот, уважаемые, за месяц с чем-то, да, я вижу такую общую тенденцию. У нас вначале было куча социальных вопросов. Воды не хватало, вон там, рыба умерла, там, то все, вот эти все крики, да. Теперь они, слава Богу, перешли в конкретно экологические, проверочные, гидротехнические. То есть я чувствую, несмотря на то, что вот у нас обстановка в этом плане как-то в республике стабилизируется. Но я опасаюсь этой обстановки. Потому что это означает, что общество, ну ладно, что, поорали, успокоились.
А в реальности сейчас идут самые сложные процедуры, потому что идут сейчас досудебные, договорные, там, значит, без судебного процесса восстановления, судебные. И эти все пошли, и тут в этой ситуации, наоборот, общественность должна, ее накал должен возрастать. А у нас так обратное, когда не надо, у нас возмущение выше крыши. Министра в отставку, туда-сюда, уходи туда. А теперь у нас, когда вот это все выявляется, у нас наоборот тишина начинается. Уже как-то мы вот, вода более-менее чистая, прозрачная, вас видно уже, да? А здесь была раньше первая, да, помните, сколько грязи было? Это невозможно. Поэтому сейчас одно из решений, то, что мы получили информацию. Сейчас эти товарищи только фиксируют ситуацию, они ничего сделать не могут. Грязь прет, перла и будет мировой конвейер. Только у меня вопрос, вот сейчас она где это находится? И вот Лена Семеновна говорила 50 километров вперед, я думаю, сейчас она еще дальше идет. Потому что это понятно, закономерность. Опережать еще больше. Скорость реки-то больше, чем взвешенные вещи. Поэтому сейчас нужно, один из пунктов надо сделать, наоборот, общественную работу усилить в этом плане, но в правильном русле, который иногда у нас там, ну, палка перегибается. Мне поражает, вот смотрите, мы не своим недоверием делали, что мы Лене Семеновне Риацев не верим, Слайке мы не верим, мы только в Москве верим. А в результате у них результаты те же самые. Да я бы на месте вас был, товарищ общественник. Вот Лене Семеновне гораздо больше бы дал проб, и частицы вещей попутно еще бы выявил. Деньги ушли из республики. Поэтому я в этом плане, да. Без этого не было бы доверия. Конечно, проверили. Сейчас надо организовать общественное движение в правильном направлении и помочь в реальности нашим органам исполнительной власти. Федеральных, республиканских, местных и так далее. И сделать проверку. Да. Мне кажется, они присутствуют. Михаил Михайлович, я полностью согласен с Михаилом Михайловичем. Действительно, только общественный контроль может что-то делать на самом деле. Потому что мы рассматривали третий вопрос о предотвращении в будущем подобных экологических аварий. Гарантии, что их не будет, нету. Подождите, не надо перебивать. Я хочу сказать, что мы будем ждать просто следующую аварию. Это вопрос времени. Не когда она, не будет ли она, а когда она будет. И не факт, что такая, как бы относительно такая небольшая получается, или большая, а возможно еще больше. Поэтому нам нужно, то есть общественности, как бы свое внимание усиливать и требовать с надзорных органов, требовать от нас, чтобы все-таки наши дети могли нормально жить на нашей земле. Спасибо. Александр Ильич, еще вопрос. А мы включили в протокол, что надо проверить всех надзоров? Мы поняли. Да. Не, мы уже приняли решение. Услуги передопользования, да, совместное управление Морского несколько профессиональных направлений и других надзорных организаций проведено совещание. И было принято решение направить межведомственную комиссию на проверку гидротехнических сооружений акционерной компании «Алрос». Ну, это хорошо. И вот эту межведомственную комиссию возглавляет заместитель министра Пиртин Эдуард Валерьевич. И они выезжают 8 октября. В том числе сегодня направили Роспехнадзор письмо, что их специалист будет участвовать. Кажется, обратно должна быть. Они должны вас привлекать. Ну, не всегда, межведомственная комиссия. Да, а тут обратно ситуация. И хотелось бы остановиться несколько территориальных направлений Росрыболовства. Вы сегодня сказали, что у вас есть заключение, которое вот, оно по водно-биологическим ресурсам, которые вы составили. Нет. 20-го. Расчет будет сделан не позднее 20-го. Ну, это официально тогда прошу предоставить нам. И пожелание такое, что сегодня Сафрей Миланович выступал, я говорил на совещании по поручениям главы республики, и Соболеву тоже прямо таки сказал, чтобы они
принимали участие в совещаниях общественной палаты и общественного народного фронта. И у меня вот пожелания такие, да, видеоконференц-связь совещания пригласить именно вот руководство оклада. Так, я от имени общественников, как будто неофициальных казначей, да, мы вот, уже который раз отправили в Москву деньги, да, вот, на последний анализ, если честно, мы уже сдали, но пока денег нет. За 2 дня мы собрали по WhatsApp 17 700, где-то 40 тысяч не хватает, может, какие-то организации хотя бы по 5 тысяч дали бы. Бесплатно сделали. Я вам не буду Нет, ну, дело в том, что уже анализы в Москве мы уже сдали в Москву. Да. Очень легко. Понятно, пожалуйста. До этого же не было известно, что анализы. Вы уже лишние сдали. Нет, ну, об этом уже Прошу помочь, пожалуйста. Можно я в заключение скажу? Честно говоря, они не берутся. Насколько я помню, на это заседание должны были быть приглашены представители Алроса и много говорили о муниципальных образованиях. Это большое совещание будет. Когда будут главы улусов, это очень важно, потому что эта ситуация, которая произошла, да, она должна была произойти. Из-за того, что вот сложилась такая ситуация со всем отношением к этой проблеме, проблема Вилюйда поднялась-то не после этой аварии. Эта авария просто усугубила, да. Она уже, простите, идет с того века. И на самом деле в свое время, благодаря той же активной общественности, были приняты очень важные вещи на государственном уровне, которые могли бы не допустить этой аварии, которая произошла в 21 веке. Поэтому я очень опасаюсь, мне очень тревожно, что это будет дальше продолжаться, если реально мы не привлечем реальной ответственности акционерную компанию «Алроса». И самое главное, мы не привлечем к активной работе глав местных администраций. Поэтому к общественности большая просьба работать именно с главами. Потому что именно они и могут, от них зависит первое слово решения допуска каких-то, реализации каких-то проектов. Они согласовывают каждое действие промышленных компаний. Обязательно их пригласить. Да? Вот эти все согласования, решения и так далее. Более того, и финансово все эти вопросы могли быть решены, потому что и эти вопросы на государственном уровне были в свое время решены. И по 8% значит, отчисления по улусам, значит, и все остальные перечисления, которые шли, которые напрямую на решение экологических проблем не пошли. Вот все здесь министерства сидят, да? Вот, меня Ряда зовут. Я не общественник, а просто интересующийся житель республики, да? Сейчас все министерства здесь сидят. Дети в садах пьют воду из реки, в школах. Сейчас что им делать? Вот этот вопрос интересует. В итоге-то. Вроде бы вода, она грязная, но говорят, что она природная, что им сейчас официальное делать? заявление-то есть? Ну, Росприроднадзор мы задание дали, как они... Потребнадзор. Потребнадзор, извиняюсь. Вода же идет после очистки. Вот В прикинь, реке лето вода собираешь, мы живем, но там после водоочистки. Конечно, ровно, пожалуйста. Ну, я хотела бы в заключение сказать, есть такое понятие, как презумпция опасности в экологии. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот эта вот презумпция опасности подходила к каждому объекту, который вводится, который существует и так далее. Но и пожелание, вот нам Ростехнадзор сказали, что если будет заявление от общественников, поэтому на местах, вот сюда крыли и прочее, как вы видели, где какой-то объект, пожалуйста, пишите, Ростехнадзор, тогда они проверят. Значит, надо поднимать силу общественности на местах. Вот наше пожелание. Конкретный вопрос. Сейчас местное население Вилюйской группы улусов и сейчас, значит, вот, например, Сюрджикар тоже, да? Они должны пить сейчас воду, могут пить или нельзя?
Вы же вы ответили, вода идет после водоочистки. Они говорят, что можно пить. После водоочистки вода соответствует. Да нет же, вы же сказали, что вы с поверхности берете, а тут же сказали, что... Я такого не говорю. Подождите, местное население сейчас идет непосредственно в реке, берет воду и пьет. Как берет воду? Они берут непосредственно из реки воду берут. Там же есть водоочистные станции. Где? Не везде даже. Есть водоочистные станции, где есть, а в садиках и так далее, в других местах, где вода берется непосредственно из поверхностного источника, там должны быть фильтры, как здесь у нас в Нет, в городе. официальном заявлении Фильтр такого не же было. есть. Там заявляется именно то, что вся Да. вода О чем речь? питьевая. Вся вода там написана, а не что вот Сейчас я вам скажу, что вода из реки Вилюй, отобранная 16 и 17 сентября, результаты к нам пришли вот на прошлой неделе, она пригодна, она соответствует. Извините, пожалуйста, вот Лена Семеновна, вот рецепт, сколько раз вот проверяли, и в Москве проверяли. Люди сейчас верят вот... Нет, вы тогда, давайте мы поставим точки над «и», потому что требования по природно, вот вы же делаете к рыбохозяйственным параметрам, показателям, у них в десятки раз ПДК выше, да. А по Санпину питьевая вода для употребления в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения показатели Проще. Нет, так, глубинная вода. Значит, у меня поэтому сейчас надо вот определить, разграничить, что для рыбохозяйственных и что для по Санпину. И значит, нет, подождите, пожалуйста. И значит, от вас должна исходить информация, что люди должны пить именно очищенную воду, потому что местное население не понимает, что есть реки. В том-то и дело, я вот местный житель. Ну вот в заявлении так и написано. Насчет того, как они воду забирают, это же очень интересно. Иван, давайте опять по одному будем. Ладно, извините, сейчас можно я задам вопрос? Вы можете проконтролировать способ получения воды? Как они там, грубо говоря, ведрами зачерпывают или водовоз шланг выкинули на дно, и он пососет? Вы, пожалуйста, проконтролируйте этот вопрос. То есть вы официально заявляете, что воду можно пить? Без очистки. Просто Нет, берешь и кипятишь. Ну давайте подожди, попробуем. я спрашиваю. Вода же есть? Пьем, пожалуйста. Пьем, да? Студию. Стакан дайте. И можно пить, да? Ну, как пьет все население, не только Вилюйского. Ну, вы же говорите после очищения. Не, уже здесь нету превышения ПДК по железу, по меди нету. Нет, по химическим веществам нету, но по органолептике она не соответствует. Органолептика, Она везде, во всех поверхностных источниках не соответствует. Но вся республика пьет такую воду. Вот, после кипячения и... с поверхностных Нет, источников. Это нужны водоочистные станции. Вот какая сейчас строится в городе Якутске, пока еще не введена в эксплуатацию. Нет, я про другое говорю. Вы берете с поверхности анализа, а то, что в глубине же, вам сказали же, что там повышенное содержание металлов. Мы берем, нет, не в глубине. Вода же... Я вас спрашивал, какие анализы, с какой Вот глубины поэтому вы я берете. сказала, я определюсь, отбор проб делает аккредитованная организация. Ну, так вы сказали, что вы не знаете с поверхности или с глубины. Скорее всего, сказала не с глубины. Я же сказала, определюсь я. Это не я опираюсь. А вы кому ответите? Не Роспотребнадзор. Вы кому ответите об этом? В ОНФ можете письмо потом ответить по поводу? Надо подкорректировать официальное сообщение Роспотребнадзора о том, что воду реки Вилюй можно пить. Очищенную или подготовленную? Потому что глава республики заявил на встрече с журналистами, что вода в реке абсолютно безопасна, ее можно потреблять. Люди приняли это как сигнал к действию. Подсказывайте ему, как Иначе говоря, есть вероятность, что если анализы с глубины возьмут, то там повышенное... Не надо перебивать. Повышенное содержание тяжелых металлов там, и так далее. Если такое будет, тогда кто отвечать-то будет? Еще... Нет, я вас спрашиваю, кто отвечать будет, если повышенное...
Ну, по методике посмотрим. Я же говорю по методике. Ну тогда получается запрещать. Можно вопрос? Да. Если есть опасность химическими загрязнениями, будет она загрязнена вода, обязательно это как запрещать, конечно. Не будет же пить население воду с превышением КДК по определенным показателям. Нет, конечно. С какими Поймите, показателями? пожалуйста, Превышение очищенную ничего воду покупать надо. Очень дорогое удовольствие для местного населения. Поэтому, когда вот разрешили воду, люди пошли и стали прямо из реки брать и пить. Ну, А там что же им нету остается? превышений ПДК. Превышение ПДК химических элементов есть. А на глубине? А на глубине? Вы же поверхностный слой, про него же говорите. Я не знаю, откуда брали пробу. С водозабора взяли пробу, с водозабора. А с какой глубины, я сейчас вам не могу сказать. А если все-таки с глубине будут тяжелые металлы? Что вы делаете? Ну, если Вы будут, будете отвечать. если будут, тогда мы запретим. Пожалуйста. Вы одно по одному вот так крутите. Я же вам уже вначале отвечала. Очистных сооружений Ну, это очень нет важно, в поэтому мы и деревнях. спрашиваем. Маленьких Женщины, можете не кричать, а, пожалуйста? Санэпиднадзор, как вы сказали, проверяет на более 80 элементов. Руку поднимите, я вам дам слово. Не надо кричать. Если, например, в воде будет содержаться, например, талий, то вы, получается, пропускаете, да, потому что на талии вы не делаете анализ. Если этого показателя нету в области аккредитации нашей лаборатории, тогда да. То есть, получается, в этом случае вы как утверждаете то, что вода питьевая, а по факту, получается, люди будут травиться. Да, если я имею в виду именно санэпиднадзор. Понятно, Иван Валентинович, пожалуйста. Наталья Васильевна, когда они получат ответ? Вы будете? Какого числа вы можете представить ответ? На какой глубине был произведен отбор проб? Да, то есть вы же поняли, да, как наши опасения? Сегодня вода из крана в селе Султан. Вот сейчас только отправили. Она не Это соответствует. Из крана после водоочистки. Да, после водоочистки. И вот, значит, вот, возможно, здесь со дна они сосуды насос бросили. Вы когда ответ вот по этим, вот, вы же должны еще будете проверить, как они водозабор там осуществляют, на какой глубине они делают. Вот когда вы сможете ответ дать? Давайте сейчас позвоним, узнаем, что там. Давайте, пожалуйста. Как нет, она ответа не дала, пишите Александр. Ну не завтра. Она не может сейчас дать ответ. Это надо мне проверить же надо. Давайте, может, закончим с вопросом. Сколько конкретно деревень на Вилюе стоит и сколько очистительных сооружений есть? Эти данные у нас есть. Нет, В Султанском Лусе 16 населенных пунктов. Две пожелания. Из которых 3-4 только имеют водоочистные сооружения. Остальные без этого. Там 9 водоочистные станции. Где-то только стоят, поставлены в свое время. Они не эксплуатируют. Некоторые старые установки, материальный износ есть. Некоторые новые. В прошлом году их поставили. Это надо спрашивать не у меня уже, Ну, разрешение-то вы даете? Нет, мы разрешение не даем. Разрешение вообще нет такой разрешительной системы сейчас. Мы не даем. Ориентируются местные власти на... Давайте два выступления и заканчиваем. А то мы до утра будем. Михаил Михайлович Уважаемые органы исполнительной власти, общественность, да? Особенно органы исполнительной власти. Уважаемые, мы оказались в такой ситуации, по которой информация, которую вы передаете объективно и честно, она является важнейшим фактором общественного спокойствия. И в этом плане большое пожелание: вы вставляете информацию, которую вы выдаете, и тогда это будет успокаивать. Например, просто на сайте Росприроднадзора появилась, и потом исчезла информация. Сразу резко узнается. Отсутствие какой-то информации Роспотребнадзора тоже непонятно, что происходит. Вы можете выставлять, но кроме пресс-релизов у вас не выставляется. Берите пример с тех структур, которые открыты для этих вещей. Я вижу образец в Министерстве экологии, природоохранения. В соцсетях сидят люди, которые дают информацию, комментарии. И все это
позволяет немножко успокоить общественное мнение. Вы не понимаете, даже психоз, на самом деле, общественный может произойти. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить правду. В этом плане мне, просто я могу привести пример. Сахамин Миланович, его открытость в соцсетях, так он честно написал, что, и это Лена Семеновна до этого говорила, что сейчас пойдет второй выброс загрязняющих веществ, когда был технологическая такая штука. Он об этом написал, и общественность спокойно это воспринимала. Она понимала, да, пойдет раз, потом маленький всплеск. Так это ж никто в него камень не кинул за то, что он и правду написал. А, уважаемые, а вот отсутствие информации на ваших источниках, это вызывает кучу вопросов. И особенно, Игорь Ильич, вы же выставили цифру 22,1 миллиарда. Она в головах общественности сбилась уже железо. Зачем вы это сделали, я до сих пор удивлен. То ли решили похвастаться то, что вы очень хорошо подсчитали, а вот сейчас будет меньшая цифра будет. Это будет вообще политический взрыв будет. Люди сейчас еще да, это в результате, да, уже тут местные люди уже деньги распределили. И поэтому в этом плане, уважаемые органы власти, будьте осторожны и не дергайте общественное сознание больше нормы. Мы же вас за язык не тянули. За язык не тянули. Вы чего учите вообще? Да. Почему? Нет, это надо. Смотрите, Министерство экологии. Рассказали методику, говорят, мы вообще... Ну все, все. Давайте резюмирующее слово. Министерство экологии. Владислав, давайте не будем переживать. Последнее слово Андрея Иннокентьевича Матвеева, вице-президент Академии наук. Сегодня тоже был на заседании правительства, да, и там в такой военной форме по 5 минут все контролирующие органы доложили, что делается. И такое впечатление, что, ну, из всех выступлений, да, пятно было, выброс было, но сегодня Алроса говорит, все, мы закрыли, все, ничего, никаких там течений нету, вода Библия очистила, все анализы хорошие, ну, в общем, такой вот, как такой. Ну, я бы хотел, чтобы вот эта ситуация, она как бы не спадала, да, вот, ну, то, что сегодня мы обсуждаем на этом общественности, да, это для меня очень много нюансов, вообще говоря, привело. Ну, дело в том, что мы занимаемся Академией наук, планируем проведение комплексных исследований, да, и предметом исследований на сегодня я еще больше становлюсь. Вообще еще больше становлюсь. Да. Вот те, которые вопросы, да, которые по методикам отбора проб и так далее, тут все мы будем очень внимательно смотреть. И очень правильно, что вот именно комплексные исследования, да, по указу на существует, есть, правда, на 3 года, я думаю, что она будет на 5 лет, может быть даже больше, с учетом того, что будет ну, мониторинг некоторых вещей, да, некоторых вещей. Но мне сегодня, в общем-то, удивляют вот некоторые вещи, да, то ли мы закон не знали, или то ли законы у нас не такие нехорошие уже стали, да, что-либо делать, это у нас мы ссылаемся на какие-то инструкции и не можем это делать. Это мне вообще как-то поражает. Ну, а название вот, органов, которые у нас должны охрана, там, да, вот, федеральная служба по надзору, да, ну, то ли мы уходим вообще от системы надзора, да, что же происходит. И вот третий вопрос, на который мы вот здесь хотели это обсудить, и третий вопрос на вообще остался открытым. Я думаю, что нужно, сами детали, это третий вопрос, видимо, это отдельно надо рассматривать. Если законы не те, давайте мы поправки внесем. Если мы не так работаем, давайте укажем. Если не хватает каких-то представлений, да, что нужно какую-то проверку, давайте мы это все сделаем. Тут, ну, и просто я в таком ужасном состоянии, даже который я уважал, вот этот нашу, да, вот, Ростехнадзор, ну, по горным делам. В общем, все строго, а тут непонятно какой-то вот. Мы это не можем, проекты мы не смотрим. Не понимаю вообще. Все это дела. Я вот сами педагог, да, где-то вот по методике, никто не говорит, какая методика. Отбор проводится, где проводится. Никто не говорит. Как это? Ну, один раз просто взяли, да, в сутки, да? Это что, у нас представительный провод, да?
предмет исследования у нас будет, дайте нам тоже предложение для того, чтобы мы могли вот некоторые вещи исследовать. Да? Вот говорят, специалистов нет у нас. Якутии вот специалистов очень много. Специалистов, если даже по научным, да, вот целый институт работает, да, без златоведения. По горно-техническим сооружениям там очень серьезные специалисты. Привлекайте их, почему не привлекать? Мы говорим, вот Москву, кто приедет, скажет. Ну как-то тоже нельзя. На сегодня вот предложение вот института межзлатоведения, целый блок по обеспечению вот, альтернативной водой, по проверке и надежности каких-то сооружений, исследований, все это вот они на сегодня уже готовят. А мы говорим, нет из нас специалистов. Ну как так? Поэтому давайте, вот третий вопрос, это надо, я и говорю, предложение, это серьезно, мы или на уровне, да, головы, на уровне правительства, приглашением Министерства промышленности. Все, вот этот вопрос очень серьезно надо. Это ключевой вопрос. Да, ключевой вопрос. Потому что, чтобы не было дальше у нас таких аварий, чтобы мы могли проконтролировать, чтобы местные жители имели влияние, они просто из Москвы все решили, и мы как бы не при делах. Из нас тут выкачивают наши ресурсы, а мы должны за это здоровьем платить. Я думаю, все согласны с этим мнением, вне зависимости, какой организации работает. Потому что наша природа, наше будущее, наши дети. Поэтому, я думаю, наше совещание прошло достаточно хорошо, люди не ушли до последнего. И действительно это нас всех задевает. Это наше будущее, поэтому мы должны все-таки настаивать на том, чтобы интересы местных жителей были учтены. Ну, спасибо. Спасибо, Александр.